Итак, сегодня у нас пойдет речь об 7 главе Евангелия Откровения от Богослова. В прошлый раз мы говорили о снятии 6 печатей с книги Судей Божьих. 6-я печать завершается всеобщей мировой катастрофой, когда происходит великое землетрясение, в результате которого тонут все острова в морях, рушатся все горы, и цари земные пытаются скрыться от гнева Бога, живущего во веки веков. И после этого Иоанн видит новое видение. После всего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул громким голосом 4 ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И слышал я число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Менасиина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левиина запечатлено 12 тысяч, из колена Сахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, и из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Итак, следующая казнь, которую видит апостол Иоанн, после этого он увидел 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра с земли, чтобы не дул ветер ни на земле, ни на море, ни на всякое дерево. То есть следующая казнь, которую он выдвигает, это прекращение всех ветров на планете. Действительно, это казнь. Представьте себе, если нет вообще никакого ветра. То есть полностью прекращается перемешивание, да, атмосферы, да. Вот, и, кстати, вся гадость, вся трава, она опускается на то место, где она произведена. Вот. Но и вот эта вот казнь, она означает что? Означает, она приходит не случайно. Она приходит потому, что люди утратили Духа Божия, поэтому и дыхание ветра, оно их не касается. Да? Они бунтуют против Духа, и дыхание ветра, и оказывается им чуждым. Вот. Как говорит Андрей Кисарийский, удержание ветров явно свидетельствует о разрушении подчинения твари и неизбежности зла, потому что все растущее на земле прозябает и питается ветрами, при содействии же плавают и по морю. То есть таким образом творение, говорится, оно уже приходит к концу, да? Оно уже распадается, и оно уже полностью прекращает подчиняться человеку, оно полностью прекращает ему служить. Мы знаем, что в той мере, в какой человек служит Богу, в той мере и творение служит ему. Вот, но к концу времен, когда достигает пределов зло, также достигает пределов и неповиновения творения, созданию, то есть человеку каждому. Вот, но при этом вот эта казнь, она отстрачивается. Почему? Я увидел другого ангела, восходящего от восхода солнца, имеющего печать Бога живущего. Другой ангел, вестник Бога, он восходит от восхода солнечного. Почему? Потому что кто называется востоком свыше? Иисус Христос. Христос, да, помните, в песне Захарии, да, потому что посетил нас восток свыше. И от него восходит, от духовного восхода восходит ангел, и он имеет печать Бога живущего. Какую такую печать? Да, печать таинства миропомазания. Дело в том, что вот эти 4 ангела, это ангелы ветров. Вы знаете, что у мировой стихи есть с ангелом-хранителем, мы вчера говорили на беседах, да? Мы говорили вчера об ангелах-хранителе народа, как раз-то об их взаимоотношении, что они вовсе не какие-то безликие там существа, да? А весьма с характером, скажем, своим. Вот, и здесь как раз-то мы видим, что есть эти ангелы ветров, они вот, они подчиняются этому более высокому ангелу, который передает от Бога им повеление, пока не вредить земле, до тех пор, пока не закончится запечатление. А здесь как раз апостол Иоанн
показывает ту самую мысль, которая была общей и остается общей для всех отцов церкви. Мир существует не просто ради людей, а ради кого он существует. Мир существует ради христиан. Поэтому, собственно говоря, не так важно, что там делают станинские секты, там мусульмане. Гораздо более страшно, когда христиане начинают быть недостойными своего звания. Да? Потому что ради них существует мир, и их отступничество, собственно, приводит к гибели веры. Вот. Федь, видишь? И вот ангел, который восходит, приходит свыше, он показывает, что в ангельских мирах царит принцип иерархии. А иерархия какой? То есть более высокие ангелы, они пойдут в откровение более низшим ангелам. Вот этот принцип иерархии, он прямо отражен в Апокалипсисе Богослова. Вот, и поэтому вот этот принцип, он здесь, кажется, четко определяется. Но что мы здесь еще видим? Что ангел, он приходит не просто, он приходит с печатью. Нечто похуже, помните, мы читали уже с вами, это описано в 9 главе книги про Иезекииля. Когда приходит, по приказу Бога приходит каратель на город Иерусалим. Помните, да? И возгласил лучше моим великим голосом, говоря, пусть приблизится каратели города, каждый со своим губительным оружием в руках своих. И между ними 6 человек идут, и вот 6 человек идут от ворот, обращенных к северу. И у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли они и стали подле медного жертвенника. 9 глава пророка Иезекииля. И слава Господа и Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, на челах людей скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Вот как раз-то подобным вестником Бога является как раз-то этот ангел, восходящий от восхода солнечного, да, который восходит из востока, духовного востока от Христа, восходит из рая и приходит к ангелам, которые стоят, как мы видим, почему стоят? Восходят. Потому что они стоят над землей, да? И к ним он восходит. Почему? Потому что восток свыше, а снизу. Кстати, интересно, да? Как бы перевертыш получается. Графически. Вообще-то восток солнца должен быть сверху, по определению, так? Но он восходит оттуда. Получается, что восток находится снизу. Как сын человеческий. Потому что боговоплощение, центр мира оказался на земле. Понимаете? Вот. И таким образом место, откуда исходят приказы для ангельских иерархий, оказалось на земле. В послании к Ефесянам сказано, что церковь научила ангелов тем откровениям, которые они раньше не знали. Для них открылась многоразличная мудрость Божия, которая была неведома для них до воплощения. Они узнали совершенно новое о Боге, то, чего никогда не могли узнать, благодаря людям. И вот здесь происходит то же самое. Ангел восходит от востока солнечного к этим 4 повелителям мировых стихий, для того, чтобы таким образом передать им Слово Божие. То есть кара будет. Да, будет момент, когда прекратятся все ветры на земле. Кстати говоря, точно физики это необъяснимо. Да? Точно так же, как необъяснимо вообще устройство атмосферы. Наши доблестные синоптики не смогли объяснить, предсказать наши бури, да? Сколько я не смотрел, ничего такого не говорилось. Вот. Почему? Потому что здесь явно замешан кто-то из этих 4, который стоит над углами Земли. Вот. Но также, но вот это, оно оттрачивается из-за того, что не наполнилось еще число запечатанных печатью Бога. Печать Бога, она запечатывается Духом Святым. Да? Мы знаем, что Дух Святой запечатывает своих людей. Но почему ангел здесь является вестником? Дело в том, что мы знаем, что при наших таинствах действует ангел. Ну, все знают, что при крещении действует ангел-хранитель, да, он приходит. Но дело в том, что ангел действует и при других. В самом крещении, например, мы говорим, чтобы дай Господи, чтобы эта вода была наполнена ангельской крепостью. И также мы говорим во время таинства чина богоявления, да, когда будет ангельской крепости исполненная вода.
Вот. Здесь мы видим, что при таинстве миропомазания также служит ангел, который является как бы носителем печати Бога. Дух Божий через него печатает людей. То есть как бы подготавливает людей для печати Бога. Вот. То есть за трудами обращающих к Христу, да, проповедников и евангелистов стоит кто? Стоит ангел, который им помогает. Вчера еще говорили об ангеле-хранителе Македонии, который просил апостола Павла прийти на помощь. Вот здесь мы как раз видим то же самое. Мы видим, что ангел-хранитель приходит, чтобы совершилось последнее запечатание, чтобы были запечатаны 144 тысячи последних избранных людей. Во-первых, надо сказать, что по поводу числа. Да, немножко по числу чуть позже, скажем, про текст, да, сказано, что имеет печать Бога живущего. То есть эта самая печать, она является такой печатью, что она дает участие именно в жизни. Почему это именно атрибут указывается, да? Что эта печать дает залог участия в вечной жизни. Мы знаем, что миропомазание, оно зачем нужно? Да, зачем нужно Дух Святой? Чтобы быть с Богом. Общие слова. Чтобы была печать. Нет общения с Богом, где нет Бога. Общение с Богом крещение дается. Печать накладывается. Начало. В чем отличие от благодати? Чем благодать крещения от благодати миропомазания? В чем отличие? Сошествие Духа Святого происходит. Человек как духовно становится насущным. Ну как, ненасущенный никогда не становится. Помечается, не совсем. Не то, что, какая особая благодать? Ну есть благодать, например, в соборовании, да? Благодать исцеления тела, да? Выздоровление тела. Приветствую. Дин, приветствую, да. Дин. Садись. Тоже всех приветствую. Душа освещается. Так, я же просто сдвигаться не буду. Так. Он и там будет, да, удобно? Вот. Итак, вот все у нас запутались. Дина, отвечайте. Какое отличие благодати миропомазания от благодати крещения? В чем отличие? Давай. Же разные, да? Разные, конечно. А в чем отличие? Отличие, что в миропомазании там индивидуально дается каждому дар, Да. который потом может быть либо раскрыт, либо не раскрыт. Так. А в крещении дается дар всем, вот, быть сыном Бога, то есть вот это первое таинство, которое является дверью ко всем остальным таинствам. Угу. Вот, ну, Да, поэтому вот в миропомазании что получается? Он человек становится действительно личным в отношении с Богом, ему дается к твоей силе, твоим добрым дел. Человек как бы дается, рождается в крещении, а дается жизненная сила ему, если угодно, миропомазание, да? На личной жизни сила, общение, богообщение. Вот об этом и сказано, что поэтому сказано, что восходит, он видел другого ангела, восходящего от восхода солнечного, имеющего печать Бога живущего. То есть поэтому подчеркивается именно этот атрибут жизни, да, который вкладывается в миропомазание. печать Духа Святого. Да. Итак, и воскликнул он и закричал голосом громким 4 ангелам, которым дано было повредить земле и морю, говорящий: не повредите земле и не морю, и деревьям, пока не поставим печать рабам Бога нашего на лбах их. Заметьте, что поставим множественное число стоит. Хотя ангел один, да, с печатью. Почему? Потому что ангел, который выходит с печати, он является как бы управителем, да, и инициатором тех людей, которые будут ставить, да, печать. Тут речь, что благодаря этому приходит в ангел, начинается тот самый этап, о котором было сказано в Писании, этап последнего великого миссионерского похода в конце времен. Мы знаем Слово Божие, да, что в конце времен будет особое великое обращение. Кого? Иудеев. Иудеев, да. Поэтому сказано, что пока мы не поставим печать рабам Бога нашего на лбах их. Кстати, древности миропомазания совершалось не обязательно по разным членам, да, часто на лоб ставили печать. Или просто выливали мира на голову. Как царям, да? Вот. Почему на лоб? Потому что это означает, что печать должна в первую очередь войти в мысль.
Здесь мы опять-таки видим библейскую антропологию, библейское учение о человеке, о том, что в человеке должно быть главное что? Ум, дух. Ум. Понимаете? Часто говорят сердце, там, понимаете, часто говорят, там сердечное должно быть жизнь. Главное должен быть ум, связанный с сердцем. Потому что когда люди начинают упор на сердце делать, возникает что? У нас сердце там такой чувствующий, эмоциональный, да? Прелесть можно впасть. А ум не переделанный, не перерожденный, да? И в результате неперерожденного ума, в результате получается неперерожденное сердце. Собственно говоря, вот эти все порывы сердечные, они оказываются непроверенными. Вот сегодня, не далее как сегодня, я видел вот странную икону, Смоленской иконы Божьей Матери, где она изображается в кольчуге и в этом в шлеме. Ну, возьмите в икону Божьей Богоматери, да, вместо мафория наденьте на нее кольчугу, вместо и сверху еще шлем. А вы говорили, меч еще вчера, если нет? Вот, меч, да, у слава Богу, меча не было, не крест был в этом варианте. Вот. То есть она вместо того, чтобы на Христа указывать, она в каком-то непонятном виде является, да? Вот, называется все это изображение избранного победителя. Вот, а сзади еще, и вторая там икона изображается, оно мне же говорили, Ахтырская, по-моему, называется, не помню, как называется этот образ, когда Божья Матерь стоит на страшном таком хищном орле, с скипетром и державой, двуглавым. Вот, буквально сегодня ты видел изображение, совершенно кощунное, странное какое-то, изображение дикое. Происходит в результате того, что человек ум не переработал, да, вот, и сердечные порывы у нас даются. И в этом результате получается такой нонсенс. И вот здесь как раз получается вот такой вот абсурд. Итак, А вот вопрос можно еще? можно сейчас. Алло. Да. Нет, конечно. Я тут с людьми занимаюсь апокалипсисом, я тебя предупреждал. Давай, подходи быстрее. Давай. Вот по поводу миропомазания, то, что лоб мазали. Да. Вот я где-то читал, что в древности даже крестное знамение было одним пальцем на лбу, да? Да. Как раз в исполнении слов. Что это знак Бога живого. Но, кстати говоря, и сейчас сохранилось крестное знамение на отдельных частях тела, но и сейчас сохранилось, да? В сердце вот В крестное. случае каких-то, например, в случае каких-то искушений мы накладываем крестное знамение на лоб, на глаза, да, на сердце, да? То есть что-то болит. Отсюда, например, такой обычай там есть, который многие высмеяют, там, когда там, человек зевает, там рот крестит, да? Вот. Сам все обычай может быть и смешной, но тем не менее он древность обусловлен. В древности действительно крестили все. Вот. Когда ложится спать, всегда нужно крестить постель, знаете, да? Вот обязательно нужно, да, чтобы осветить ее. Когда, например, начинаете резать хлеб, как правильно резать хлеб, знаете? Надо ножом делать такой крест сначала. А потом резать? А потом резать, да. Так же, наверное, все. Не только. Крестное знамение на все, да, точно так же там, когда мы готовим еду, мы крестим, да, на все. Вот. И не только, вот, и так, то есть все должно быть посвящено Господу, да? Вот. И язычники это прекрасно знали, они все своим языческим богам посвящали. Мы же все посвящаем Творцу Вселенной. И крестное знамение, это великое знамение Бога живого. Кстати говоря, поэтому в России, например, и в Греции хлеб никогда не резала женщина. Знаете, да? Нет, не знаю. Хлеб всегда резал мужчина, муж, старшего дома почему. Потому что обоснование было очень простое. Хлеб связан с причастием. Да? Хлеб связан с причастием, он ведет к причастию. Вот, и поэтому человек должен, если он хочет, если человек христианин, он должен как бы помнить о связи хлеба с причастием, поэтому у нас говорили стол престол, знаете, была русская поговорка. Вот, поэтому, например, считалось, не до сих пор это считается на Украине, да, вот, великим грехом, там, будем сгноить хлеб, там, помойку, да, и это правильное Это отношение. нормально, да? Это правильное То, что отношение, там да. крошки собирать. Вот, Это правильно, да, то есть отношение такое, помня о связи, да, от связи там хлеба, да, вот с этим, с хлебом жизни. Вот, действительно, есть как бы разного уровня освящения. Тем более, изначально, например, хлеб освящался как? Начиная с самого начала, то есть молитва на освящение семян, да, мы знаем все есть. Я уже освящал семена в будущем посадке. Вот. Потом освящался огород перед началом посадки. Вот, освящается печь для печенья хлеба, да? А потом
хлеб, ну там, естественно, при пищеве он всегда обычно крестился, вот, или кропил святой водой даже. А просфор вообще на святой воде замешивается до сих пор. Вот. И хлеб, когда он начинает трапезу, да, хлеб режет всегда муж. Да? Если же там большая семья, то режет голова тот, кто является главой рода в данный момент. Если не самый старый, да, тот, кто возглавляет. Там, если... Почему? Потому что он как бы он совершает вот такое некое священнодействие, да? Которое напоминает нам о причастии. Недаром в Сербии сохранился чин резания калача даже. Мы как-то несколько раз использовали. Во время какого-то именин там, да, где разрезается калач, либо хлеб большой, так сказать, вылепленный, да, он разрезается крестообразно, и потом туда вливается вино, благословляется специальной молитвой, да, и он вкушается как некая святыня. То есть даже когда вы, например, садитесь трапезовать, вообще-то хорошо, например, при наличии священника что делать? Благословлять вино. Специальная молитва для обычного вина, которое пьют на пирах, понимаете? Не какой-то на святыне, да, свой там. Вообще хлеб и вино это вот облечено, если ну, там, для трапезы, это является святыней или это просто ну, нечто освященное? То есть, ну, есть разница. Есть разные уровни святости, совершенно, понимаете? Одна святость там у причастия, согласитесь, да, другая святость там у святой воды. Да, если святой воды попала на пол, то ничего страшного, вот, а если причастие, оно место выжигается, вы знаете, да? Выжигается даже? Да, то есть оно вытирается, потом вылизывается, вытирается, а потом выжигается. Вот, поэтому... Вот, и поэтому, конечно же, необходимо совершенно... Что делать? Необходимо как раз уметь благовейно относиться к хлебу и помнить, что кто... Это святыня, как можно сказать? Как некое освященное, как бы нечто ведущее к святыне, скажем, нечто имущее образ святости. Кстати, интересно, почему именно хлеб и вино Господь выбрал для Евхаристии? Хлеб и вино? Потому что это как раз та пища, которая исключительно человеческая. Потому что животные не изготавливают хлеб и вина. То есть они, конечно, едят с удовольствием, да, но изготавливать они не могут. То есть мясо они едят, да, например, там, злаки едят, там, да, в чистом виде. А вот именно хлеб и вино это некие такие наиболее простые элементы именно чисто человеческой пищи. Поэтому неправильно служить литургию, например, на виноградном соке, а не на вине, да, переброженном. Потому что вино это как раз результат обработки человека. А виноградный сок это как бы естественная пища, которая не коснулась человеческого рука. Итак, ангел закричал голосом громким 4 ангелам, которым была дана власть повредить земле и море. Почему голосом громким? Потому что его власть, он показывает тем самым власть великую. Власть больше, чем у тех ангелов, которые стоят на стихии. То есть он защищает волю Господа. Почему сказано, что поставить такие печать нужно сначала? Как говорит здесь, объясняется. Потому что, чтобы с праведными не погубить вместе, и с неправедными не погубить вместе и праведных. Потому что и ангелам неизвестно сокровенные добродетели святых, объясняет Новый Кисарий. Это очень интересное объяснение. То есть сокровенные добродетели святых, которые делают, они внутри человека, а это самый важный добродетель, который внутри сердца человека происходит. Да? Вот эти вот добродетели, они неизвестны никому, кроме Творца. Вот, и поэтому просто человека нельзя судить, да, там, что он есть такой, до суда Божьего. Вот. Итак, не повредите земле и море, пока не поставим печати рабам Бога нашего на лбах их. То есть пока не будет совершена последняя великая миссия. И услышала число отмеченных печатью. 144 тысячи отмеченных печатью из всякого племени сыновей Израиля. Всякого колена сыновей Израиля. Итак, вот это число, которое часто поднимается. Свидетели Иеговы очень часто об этом числе вот, говорят. Итак, 144 тысячи это число 12 помножить на 12 помножить на 1000. То есть в каждом колене будет полнота. То есть максимальное число возможно спасенных, да? 1000 это максимально возможное число. Как бы, да, такое символическое. Вот. А 12 это полнота этого времени.
Вот. И вот этот, тех самых людей, об которых говорит послание к римлянам апостола Павла. То есть это не весь Новый Израиль, да? Это именно... Это касается еврейского народа. Здесь речь идет о самом конце времен, когда после окончания эпохи язычников, наступает эпоха евреев опять. Итак, спрашиваю, 11 глава последней Римлянам сказал: неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он как наперед он знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиле, говоря: Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и мои души ищут. И что же говорит ему божеский ответ? Я соблю себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то и не по делам. Иначе благодать уже не была в благодати. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть дело. И что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие жесточились. Как написано: Бог дал им дух усыпления, и глаза, которыми они не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: да будет трапез их сетью, тенетами и петлей возмездие им. Да помрачатся глаза, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Фея. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю, язычников, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли я ревность в сродниках моих по плоти? Не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирения мира, то есть всего мира остального, да, языческих народов, то что будет их принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стал общником корня из сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя. Корень имеется в виду ветвь заветный Израиль, древний, да? Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь богатство, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если будешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог сильно опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслине, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные виды привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить братьев в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранным возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии непреложны. Как вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы его и неследимы пути его. Ибо кто познал ум Господа, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь. Вот так апостол подробно рассказывает тайну спасения. Сначала отпадают язычники, приходят язычники, да, отпадает Израиль. Израиль ожесточается. В чем интересно? Кстати, у апостола очень интересная мысль. Мы часто не замечаем, когда читаем. Они отпадают именно ветвью. Они отпадают как некое такое органическое целое. И, кстати говоря, это вот до сих пор очень даже ярко видно, да? Где бы евреи там не приезжали, по всему миру начинается всемирный вопль, да? Там буквально какой-нибудь еврей, там, не знаю, там, побили какого-нибудь еврея в Сирии, да, и начинается кричать по всей планете. А почему? Потому что это некое единое целое, да? Мистическое целое, органическое. Вот. И здесь вот суть. Вот, и вот почему? Потому что они сохраняют эту ветку отломанную. А почему они сохраняют это темное мистическое тело? Для того, чтобы человек мог привиться опять, чтобы они могли опять привиться.
в тот самый последний момент, когда будет послан ангел Божий, чтобы запечатать последнее число избранных. И перечисляется 12 колен сынов Израилевых. Вот что в этом колене интересно? Во-первых, очевидно, что, во-первых, начинается с колена Иуды. Почему начинается с колена Иуды, понятно, да? Потому что Иуда, он является первенцем, в духовном смысле первенцем, потому что первородство отошло от Рувима, Симеона и Левия, от Рувима за блуд с Валой, от Симеона и Левия за резню, которую Сихим висел. Кто читал книгу Бытия, ты помнишь, о чем здесь речь, да? Вот Иуда поэтому стал первенцем. Рувим как фактически первенец, перечисляется дальше. Вот, но если посмотрите дальше перечисление, вы увидите, что, во-первых, здесь нет одного из сыновей Израиля, Якова. Здесь не упоминается колено Дана. Дана это потому что там Потому что здесь как раз объясняется тем, что из колена Данова произойдет антихрист. Вот в этом перечне как раз из спасенных, из колена Данова спасенных не названо. Именно из-за того, что из этого колена произойдет антихрист. А не будет их вообще или просто не названо? Ну как это не будет, если они сейчас живут в районе, простите, Тиверии? Нет, я имею в виду, Да нет. спасенных из этого колена вообще не будет, что ли? Но в конце времен, про конечных, из них не запечатано. Правда, что они негры? Да. Который там Антихрист будет негром, получается? Какого рода, на самом деле? У них вот эти губы, такие носы. Не, ну они... Ну, то есть антихрист будет негром, да? Не знаю, что он будет. Колено Данова, насколько я знаю, даже специально роднилось вот с монархиями вот, в Европе, там, не помню уже фамилию, ну, в общем, Хлодвиги, что ли, не помню. Нет, у Хлодвига была жена стоит Клотильда. Не помню, ну, в общем... Мировингами, что ли? Да, мировинги, Да. точно, мировинги. Ну, они происходят, это Хлодвиг как раз, да. Вот. Но тем не менее, вот колено Данова, вот оно, часть его конкретно известно, что вот эти фалаши, которые жили в Эфиопии, которых Моссад в 86 году были, известна была история, когда все фалаши были вывезены из Эфиопии, из диких там гор эфиопских. Там не осталось людей, да? В Эфиопии, там, говорится, огромная община была. Да, вот их вывезли. Древние причем там. Да, вот их как раз и всех вывезли. Это была, считается до сих пор классическая операция Моссада вообще по эвакуации целого народа. Несколько десятков тысяч человек были вывезены в Израиль, да. И они вот живут, кстати, интересно, что они поселились именно в тех районах, где жили раньше колено Дана. Когда вы еще, простите. Какие годы это были? В 86 году, в 1986 году. Ты же недавно обсуждали у нас в семинаре, мне кажется, вспоминал кто-то, что в какие-то там 60-70-е годы ездил, в Эфиопию, говорит, встречал на горах, там, Да. которые чуть ли там они, говорят, что они еще не знают даже про разрушение второго храма. Ничего себе. Дикие люди. Вот, и всех вывезли. Вот. Тем более, там как раз особенно из-за того, что там началась гражданская война, там коммунистическое правительство лишь было пришло как раз. Из-за этого? Да. И тем более была программа по этому, тогда действовала программа по всеобщему. Собирание. Да. Они, правда, столкнулись с тем, что у них возникла проблема. Русских что? Нет, не русских как раз. Проблема гораздо совсем не в русских. В русских всего лишь 3 миллиона евреев. Это немного, на самом деле. Вот, дело в том, что в Индии было обнаружено колено Манасина, племя Манаше. Вот, а дело в том, что колено Манасина оказалось, вот так как это Индия, там всех много, понимаешь? Ну, там всех много. Да, там около миллиарда. Да, сейчас около миллиарда их стало. В частности, колено Манаше, который там живет, обрезывается, там, себя считает потомком евреев, там, субботу празднует. Вот. Колено Манаше их оказалось 25 миллионов человек. Там, видишь, в 2 раза больше, чем всех остальных евреев творить. Нет, так и дело, потому что синагоги там стоят. Синагог до разрушения первого храма вообще не было. Нет, Никто так, разрушения нет, первого храма. они тоже? Монасия, это потом тех 10 колен, которые были изгнаны еще в 722 году до Рождества Христова из Самарии. Помнишь, когда была Самария разрушена? Так у них там так и Они Ну, перегнали в Индию, да? Ну, в частности, они ушли в Индию, да. Кто, Александр? Да нет, ну там шло долго рассеяние, там же ведь огромный... Сами переходили? Ну там был очень большой. гоняли. Москва так тоже вернуть не хочет. Это было задолго до этого, до Сибиря. Куда-то. Назар переселил их в Мидию и в район южного побережья Каспийского моря. 10 колен были переселены. А на территорию Афганистана они были переселены. Не помню, где ты говоришь. Вот, а потом... История, что в Индию тут переселили. Они потом переселялись. Конкретно, Библейский цель какой-то перегнал. Там не указывается конкретно это. И дальше судьба такая, они расселились в разные места. Но есть, например, одной из версий, что, например, потомки колена Ефремова, который здесь называется племя Иосиф, колено Иосифа,
Вот в этом перечисле она называется по старшему сыну, вернее, по старшему сыну называется этим коленом, опять даже не по старшему, опять вру. И Ефрем был вторым сыном, как известно, Иосифа, но он был благословен раньше первого. Во-первых, Яков, конечно, подражал своему собственному отцу, вот, передавая природы через голову. Вот, во-вторых, он хотел тайну креста, помните, приложил креста обратно, да? Вот. И, в общем, Ефрем, он был, собственно, главенствующим племенем в Северном царстве. Собственно, там было предсказание о пастыре, когда часто спрашивают, что это за пастырь такой. Помнишь, да, в этом благословении, 12 благословений патриархов? Там сейчас спрашивают, что там за пастырь, который из Иосифа именно. Оттуда пастырь и избавитель Израиля. Вот. Что значит оттуда? Дело в том, что от Ефрема произошел Иисус Навин. Вот, об нем, собственно, пророчество говорит. Так вот, есть версия, что от колена Ефремова и некоторых рядом с ним связанных колен произошли замечательные пуштуны. В Афганистане. Афганцы, да. Вот именно афганцы, коренные афганцы, потом Ефрем. Ничего себе. Причем достаточно достоверные сведения, в частности, о связи. Интересно. Это очень интересно, в связи там талибов и так далее, все это очень интересные вещи получаются, понимаете? Да. То есть все это как бы заквашено, это закваска древняя. Вообще, а вот про колено Дана, то есть из этого колена могут быть спасенные, да? То есть нет такой шумы? Могут. Идет речь об конкретном последнем времени. Вот Именно о последних временах, да, когда вот последний, собственно, когда вот эта великая кара о прекращении движения атмосферы, последний, да, вот великая кара, когда все ветра будут прекратятся. Слышишь, какой будет? Все ветра прекратятся? Да, мы опоздали просто. Там 4 ангела, которые стоят над ветрами, ангел-хранитель ветров, да. Им они будут удерживать все ветры на земле, потому что не дул никуда ветер. Удушки будет, удушки. Ну, конечно, удушивает, натурально совершенно, да? Вот, и вот эта кара отстрачивается до тех пор, пока не будут они запечатаны. Вот эти вот Не дожди. Ну, конечно, дожди на своих местах. Данного, кстати, упоминается вот это в исходе, там же вот помощник Весиилила, Сам Весиилил был он скажем, же из данного колена сказано, и он как бы как благословлен Господом. был не просто, он исполнен Дух на него как бы. Духом Божьим. Нет, из колен Дана был, например, Самсон. Самсон, да. Вот, так что речь не о колене, да. Но само колено Данова изначально там было сказано, что Дан будет аспидом при дороге, да. И он будет так, что, который кусает так, что коня, да, так что коня так, что всадник падает назад. Причем дальше пророчество о нем Иаков даже восклицает: на помощь твою надеюсь, Господи. Сразу же обращается к Богу, да, увидев тот ужас, который произойдет от Дана. А что значит назад падает всадник? Назад, представляешь, что значит? Если Нет, всадник упадет. символ. Ну, элементарно, представь себе, вот всадник, представь себе, всадник падает назад. Вот все, это перелом головы. Разбился. Полностью разбивается, да. Всадник человечество падает назад, потому что его кусает за Дан. Понимаете? А в книге о благословениях Моисея, про Дан тоже очень мягко сказано, что Дан это лев, который выбегает с Ваасана. Образ льва, но не лев от царя Иудина, а другой лев. Значит, лев его род. Бывает лев Божий, да, лев, бывает лев, как лев ходит, рыкает, кто ища был, да, кого поглотить, сатана, дьявол. И поэтому здесь как раз у Моисея прямо предсказание тоже есть, содержится об этом. Самсон разорвал. Да. Вот Самсон я разорвал льва как символ Христа. Христос разорвал льва смерти, и внутри оказался, на самом деле, очень парадоксальный момент. Это тоже чудо И на чуда. льва тоже. Да, лев это смерть, когда на него напала, да, он ее разрывает. А что внутри находит потом? Ну вот, откуда в смерти может быть сладость, да? Да, потому что убив смерть, он потом порождает воскресенье, подавав мед, обладает таким способом, который все знают, наверное, да? Если медом обмазать кусок мяса, он гнить не будет. Дать, да? Я не знал. Раньше, например, Ну да, раньше даже консервировали мясо. Египтяне, они же медом. Да. Медом, да? Обязательно, да. Бальзамирование. Фи. Ну так когда-нибудь стоит. Да. Вот. В кутье употребляется мед. Поэтому в пути употребляется как захнетление, да? Вот. И мед, он обладает еще каким свойством. Он обладает свойством. Ну да, раньше просто, собственно, консервировали как? В поход идут, там берут кусок мяса, кладут бочку, бочонок с медом и все. Вот. Но добавок, мед еще добавок является
неким... Да, и поэтому как раз то, что он взял этот мед и ел, да, это означает, что то, что вот Самсон, он действительно показал некую, действительно была загадка. То есть, как из смерти вышла жизнь, дающая нетление, да? Вот. Но при этом нечисто с точки зрения закона. А то, что к мертвечине нельзя Не притрагиваться? только. Мертвечине нельзя притрагиваться, раз. Лев нечисто животное, к его трупу прикосновение оскверняет, два. А мед запрещено употреблять при жертвах, три. Всякая жертва, если к ней прикоснется мед, становится нечистой. Да. Вот в жертвном ритуале мед категорически было запрещено приносить. Да. Ну, сальвом-то это же не жертва. Или Нет, на смерть? нет, здесь речь о чем, что этот мед, как нетление, да, он будет Жертвенно не чист. он будет таким, что он будет преодолевать закон. Понимаете? Время закона закончится, когда он был нечист. Понимаете? Вот это очень интересная ряды, которые нужно знать, если помнить, именно жертвенный ритуал. Часто люди, читающие Библию, они проскакивают в главах книги Левит о жертвоприношениях. На самом деле, кстати, многие загадки и тайны Писания, они, оказывается, не раскрыты, потому что жертвенный ритуал книги Левит, он прямо совершенно связан во многом и с тайнами промысла Божия. Собственно говоря, напрямую совершенно. Ведь Христос стал какой жертвой? Вот мы же причащаемся, да, и жертва Евхаристии. Это какая жертва? Во-первых, ты мирная жертва, да? Жертва примирения Бога и людей. Во-вторых, жертва благодарения. Вот. В-третьих, это жертва всесожжения. В-четвертых, это жертва за грех, да, очищающий грехи. Вот. Вот, поэтому, конечно же, здесь вот особенности этих жертв, они, конечно, они все учитываются. Итак, Андрей Кисарийский дает даже более подробное толкование по именам. Он говорит, Иуда переводится как исповедание. То есть исповедание Бога, если буквально, да? Через которое бывает отличаемый спасаемый исповедением Христа, пришедшего от Иуды. Рувим – сын видения. С ним означается приобщение духовного видения сердечной чистоты. Гад – это искушение, которым знаменуется прославленное за перенесение искушений, подобно Иову. Собственно, гад, конечно, может привести не как искушение, еще как счастье. Счастье? Да. Так что я не знаю, куда Андрей Кисарийский взял такое толкование. Итак, Ассир означает блаженство, которое указывается на тех, которые за достойной жизни получили владычное блаженство, сподобившись владычного состояния десную Христа и оказались с нами света и дня. Нефалим – это молитва, которая возвращается прилепляющих к Богу непрестанной молитвой. Моносия – это забвение. Это те, которые ради божественного угождения оставляют как все, что позади их, так и отеческие дома. Симон – послушание. Симеон, послушание, чем означается оправдываемое за повиновение Божьим заповедям. Левий, значит, приятный. Это принятый Христом за священнодействие, за священно достойную жизнь. Левий поставлен 8-м, так как истинное священство открывается после 8-го дня воскресения. Это же даже место Левия 8-е. Не случайно оказывается. Сахар награды, чем означается получающий от Бога награду за добродетельное житие. Завулон – жилище силы или благоухание, коим означается Христовым обитанием на страдания укрепленные, как говорит Павел, соделавшие его благоуханием. Иосиф – приложение. Это те, которые вместе с Царством Небесным, как сказал Господь, получат в виде добавления все необходимое в жизни. Вениамин – сын болезни, или сын дня, или сын деницы, то есть правой руки. Десницы. Да, не единица, десница, конечно, это печатка. То есть пополняешь число, это по причине сердечных скорбей, или ранее из иудеев веровавшие. В общем, и таким образом, и Андрей дальше говорит, точное обозначение равенства спасаем каждого колена, думается, мне указывается на многоплодие апостольского семени, потому что число 12, взято 12 раз, умножено на полную 1000, дает указанные тысячи, ибо они были учениками семени упавшего по человеколюбию на землю, произносившим многоразличный плод всемирного спасения. То есть в буквальном смысле число нельзя понимать, да? Да, конечно же. Это символическое число, безусловно. Тем более 144 тысячи здесь появляется в двух как минимум значениях. Дальше мы увидим в следующих главах, там есть 144 тысячи девственников. Да. Это другие 144 тысячи. Вот. Но об этом мы будем говорить как в следующий раз, когда будем толковать эту главу. Мы до нее сегодня не дойдем. А те другие тоже конкретно? Нет. Тоже
То же самое. 12 на 12, 12 квадратиков умножить на 1000, да? Итак. И после этого я увидел, и вот толпа многая, которую сосчитать, ее сейчас прочитаю по-русски, потом и вот. После я взглянул, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояли перед престолом и перед агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали Бог громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола и старцев 4 животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь. Благословение и слава, премудрость и благодарение, честь и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». О чем он говорит? То, что отец Олег буквально что понимает? Да, я же помню, как это было просто. Я объясню, что разные школы существуют. Нет, толкование, что это не понимается и не сказать, на общее начинается поликлиника. Откуда он взял? Заразился, он периодически заражается, отец с ним дискутирует. А с Олегом периодически болезнь была. Как с кем дискутирует, у него такой язык начинает, я давно замечал. Это не Олег Стеня? Да, про Олег Стеня я говорю. Он периодически начинает говорить о конце злой системы вещей. Когда я опять с этим Богом общался. Ну что четко, абсолютно четко. Вот. И он начинает проповедь по арабски шпарить. Это все с мусульманами поспорить, это гарантирую. Вот, а если там начинается там многочисленные цитаты из иврита, то все, надо же в синагогу сходить. По отцу Олегу это считается мгновенно. Как если встречаешься, можно просто по речи определить, с кем ты только что общался. В частности, это он действительно взял усилитель голос. А это они буквально понимают. Да, сектанты большинство. Да. Именно как бы вот этих поздних сектантов, так называемо, есть... себя, что вы вставляете. Да. Большинство сектантов, которые восходят вот к этим, вот эти вот секты, начинающие с адвентистов 7-го дня, вот, которые пошли. Елена Уайт. Белый братство. Ну да, это все оттуда пошло. Да. Ну это, получается, по сути, они же, ну, как бы, масонство здесь руку приложило в создании всех этих сект, да? То есть, это, по сути, подготовка идет вот... Не, ну как сказать, масонство, ну... Какое масонство стоял адвентист? Ну что вы говорите? Не, ну вот, адвентисты стояли в результате того, что некий товарищ в одиночку сидел, книгу Даниила расшифровал по своей башке. Сидел, вот ему пришло в голову, что вот он может рассчитать книгу пророка Даниила, на которую многие ломали свои голову, потому что хотели понимать не как стояцы понимали, да? А есть достаточно четкое общее толкование отцов церкви. А хотели понимать там супернасказать, чтобы из нее даты вычислить. Там из нее вычисляется только одна дата, Богоуплощение, распятие Господне. Она вычисляется в точности до дня. Это 77 дней, мы это разбирали тут недавно совсем. Вот. Вот как раз-то все остальные даты, которые там пытаются рассчитать, там пытаются рассчитать дату конца света, еще чего-то, это все чушь просто элементарная. Она к Даниилу вообще никак не присматривает. Они для этого берут, начинают там седмины перемножать на дни, потом каждый день считать за год, и начинается там эквилибристика. И потом можно посчитать получившуюся дату, можно там ее раскидать на нужное, растянуть на нужное количество времени, и что хочешь, с ней то и делай. Вот. Или начинает там по принципу библейского кода, там начинает там считать, как каждая 49-я еврейская буква, дайте посчитать. И вот начинается такое гадание, как Афины ищут. Вот так, собственно говоря, Миллер, который основал адвентизм, там никакого масонства не было. Он просто сидел баптист, которому дело нечего, благодать Божия он не чувствовал. И он решил, что вот жизнь... Не был сам масон? Не был, он был обычным баптистом. Этик. Вот, и он, кстати, сидел, вычислял даты там конца света. У него получилась очень хорошая дата, 1943 год. А это было, значит, в 15 году, 1915 году. И он говорит, ой, как здорово, говорит, сколько конец света, никто не знает, начали проповедовать. Толпа собралась народа, которые, значит, начали проповедовать. Вот, они стали его слушать. Потом ближе к 43 году, он видит, что там еще дело не закончится, он сказал, он пересчитал, на год позже оказалось. Вот. Когда он посчитал, вот, причем когда спрашивали, как же там с Евангелием соответствие, да? Что почему, вот, мол, там скажешь же, не знаете дня и часа. Он сказал, дня и час вы не знаете, а вот год, пожалуйста. Вот год мы можем знать, пожалуйста, а вот день и час мы не можем знать. Вот. А потом, значит, пересчитывать, вот, у него, значит, Я найдусь. вот. А потом, когда дошло до года, он что стал делать? Он стал говорить, назначил дату. Когда стали говорить, он говорит, я час же не назначаю.
назначил день нового еврейского года, день труп еврейский. Вот, и там толпа собралась на определенной горе в штате Нью-Йорк, где он сказал конкретно, он назначил точное место, куда Господь сойдет, почему-то в Америку. Не знаю, почему именно в Америку он решил, что Господь сойдет, не знаю. Вот. Там толпа собралась, прождала целый день, ничего, следующий день прождала, никто не пришел, все стало холодно, это же октябрь месяц. Вот, в результате прошло великое разочарование. Часть ушло из этой секты, а часть стали искать объяснение, почему это произошло. Возникло получение духовного пришествия Христа. Итак, так что масон здесь ни при чем. Ну, Вот. во всяком случае, Мадам Елена Уайт, она с масонами была связана, да, но она, конечно, главным образом все-таки была не с масонами связана, а с бесами. Потому что она после того, как в голову ударил камень, она начала все эти откровения видеть. Ну, кстати, часто медиум получает, начинает получать откровения после каких-то стрессов, там молнии попадает и так далее. Так. Свидетель Иеговы зато четко основатель масонов был. Да, у них четко, да. Они как раз эти 144 тысячи там отсчитывают. Итак, и, значит, следующее, кого он увидел, после этого он увидел, что вот великая толпа, которую никто не мог сосчитать, из всякого расы и племени и колена, да? Никто не мог сосчитать. Да, вот огромная толпа людей, которые никто не мог сосчитать, стоящие из всех народов, рас, племен, языков, которые стоят перед троном Бога и перед Агнцем, и которые одеты в белые столы. Опять где-то еще не просто одежда, да, а праздничная, торжественная одежда. Белые стулы. Да, столос. Отсюда католическое название Петрохиль, как я уже говорил. Вот, белые праздничная одежда застольная. И в руках у них ветви финиковых пальм. Почему именно финиковых? Потому что сказано, что праздник как финик процветет, да, и как кедр, который в Ливане умножится. И поэтому финиковые пальмы, которые они держат в руках, это знак вот этого праведности, да, то, что они являются победителями. Поэтому пальма, да, пальмы ветви, они встречают Бога, идущего спасти их с радостью, да. Они одеты в белые одежды праведности. И чем еще особенность финикового, да? Финик, он, где бы ни находился, он всегда корень добьет до воды. Там корни могут до 40 метров в глубину уходить. Он до этого пробивает. Да? Вот, это вот особенность как раз финика, которая, в отличие от там, других. Вообще, пальма вообще не какой-то символизм имеет? Вот, в Ветхом Завете часто упоминается, например, Деревья я считал, что 70 пальм, когда пришли... А потом символ 70 апостолов. Именно так, да. толкует большинство. Да. 12 Да. Символ греха, как-то еще тоже насчет пальмы слышал. Там же 12 апостолов, 12 источников. 12 апостолов и 70 апостолов. 70 пальм. К Ветхому Завету нельзя отнести? 70 народов. 70... Народов изначально. 70 Которые изначально разделились на языки, да. И 70, с другой стороны, 70 людей, которые вошли вместе с Иаковом в Египет. Так что символика там очень глубокая в этом смысле. Но Ну, пальма... часто 70 упоминается. Не, ну дело в том, что пальма как таковая. 70, вот, например, Ветхого Завета, да? То есть 70 старейшин, которые... Ну, по-моему, 6 помножить на 12. 72 получается. А, кстати, обычно 72 считают. Собственно, 72 апостола было по лучшим спискам, говорится, что это было не 70 апостолов, 72. Да, ну, для округления 70. Да. Полковник. Да. Да, и 72 полковника было и так далее, 72 изначальных народа. Вот. А почему 6? Ну, думаю, понятно, да? Потому что за 6 дней Бог сотворил мир. Вот, и Бачи, благословил Бачи. Септуагинта тоже На 6 помножить. переводила сколько? 72 полковника. 72 полковника. Андрей, да, чуть не опоздал. Так, бери там стул, тоже садись. Ага, перестол. Вот это самое, он не знает, где брать. Давай, может, ты Да не, наоборот, тут лучше. Места в портере уже заняты. Вот. Итак, кстати, вот интересно, в этом месте, вот на этом месте свидетели Иеговы начинают пытаться как раз-то... Вот, они пытаются... Еще для Сони есть чуть-чуть. Надо? Юля, тихо, не мешай. Вот, есть точка зрения, что, мол, там эти великое множество, которое здесь упоминается, да, буквально великая толпа, охлос, отсюда халкатия, да, вот, огромная толпа, которую никто не мог сосчитать, это люди, которые будут жить будто бы на земле. Но здесь прямо сказано, что они будут стоять перед троном Бога, стоящим на небе, да.
И вот они одеты в одежды белые, и это кто? Это множество мучеников, которые придут и кричат громким голосом: «Спасение у Бога нашего, сидящего на престоле, и у Агнца». То есть они нашли спасение где? У Бога и у Агнца, который восседает на троне небес. И вокруг них, и все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и 4 животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь. Благословение и слава, и мудрость, и благодарение, и честь, и сила, и могущество Богу нашему в века веков. Аминь». Таким образом, вот те люди, которые, бесчисленное множество людей, которые пострадали, да, в течение всех эпох мира, которые прославились перед Богом, вот они стоят перед троном Бога и прославляют Его, и в этот день сплетается песнь ангелов, которые одновременно прославляют Бога. И старцев, и 4 живых. И смотрите, что они говорят, принадлежит Богу. Богу принадлежит благословение. Они сказали «Аминь». То есть спасение действительно у Бога находится, да, и Агнца. Почему Бога? Потому что Бог Отец задумал спасение, да? Почему Агнец? То, что Агнец своей смертью его совершил. У Бога находится благословение и слава. Всякий, кто хочет получить благословение, должен идти к Богу. Всякий, кто хочет получить славу, должен идти к Богу. Он источник мудрости. Он источник Евхаристии. Евхаристия. То есть источник Евхаристии тоже Бог. Потому что Христос, Бог, Он совершает Евхаристию, да? Собственно, в начале Евхаристии что говорит дьякон? Перед началом Евхаристии. Время, что это Господь. Да. То есть время действовать Богу. Время даже не просто действовать, как у нас переводят неправильно, а именно время творить Богу, да? Евхаристия благодарение, то есть. Да. Вот. Богу принадлежит благодарение. Да, ему принадлежит Это благодарение. не с литургией связано, а это А с чем? А это взаимосвязанная вещь. Богу принадлежит благодарение по праву. всякое благодарение. То есть, Да. Ему принадлежит по праву благодарение. если мы будем себя благодарить, то мы как бы на самом деле несправедливо поступим, Да. потому что Не, ну тут сказано, принадлежит Богу принадлежит мудрость. Что значит? Ну, мы же можем Богу мудрость дать. Если это впечатление того, что идет, это благословить Бога мы можем? Мы можем Бога благословить. Благословляется Господь Бог. но как бы можем благое слово, благословение, это благое же слово. Просто кататься. Как это? Да. Он источник благословения, в нем источник всякого благословения. Но И наше благое слово, как бы, ну, как сказать, благословение, если идет речь больше в библейском языке, это очень сильное слово. Помнишь, там сказано, благословен ты будешь там в городе, там, да, в селе и так далее. Не то, что у тебя будут хорошие слова, там, идешь по городу, у тебя хорошие слова идут, да? Видишь, но мы можем как бы прославить Бога вот именно. Нет, видите, благословение это совершенно... Состояние некое. Нет. Благословение. Благословение, на самом деле, благая работа тех слов Бога, которые он вложил в начале. Если совсем быть точно. Как представляешь, что благословен будешь на селе. Так элементарно, у тебя будут ломиться все амбары от зерна. Просто ты благословен будешь в городе быть, да? У тебя будет там дом полная чаша. Да? Ну, если ты будешь благословен там по черви, у тебя будет там 12 детей там будет, да, и все хорошие там, да? Вот же, Штук 12. ну, к примеру, там, как у Якова, да, который благословение имел. Ну да. Поэтому, то есть, собственно говоря, вот благословение означает именно благое действие того слова, которое вложено в начале. И могущественное, и реальное такое осуществленное действие. Поэтому, когда говорится благословение Господне на вас, это не значит, что Бог вам хорошее пожелание передает, как некоторые понимают, да? Вот. А Бог передает вам действие, что Его слова, которые вложены в творение, они для вас будут действовать во благо. Оно может и не во благо действовать, да? А Бог может сказать, а ну-ка вот будет у вас злое слово мое на вас будет, и все. Ну как тогда вот, допустим, ну, и в Ветхом Завете было, когда Симеон Богоприимец благословил Бога, то есть. Да. И, допустим, у нас на литургии на Евхаристии, когда священник под Христом, да, благословляет. То есть он говорит, признает, констатирует, участвует в том изначальном благословении, которому принадлежит Богу. Ну, не же говорит благословен Бог там. Да. Благословен от святых твоих, да? Каков он есть. Значит, благословен сидящий на престоле, да? Он не говорит, благословляю сидящий на престоле, не говорит? Восседающий на Херувимах. Он говорит, благословен восседающий на Херувимах. То есть, благословен, это констатация факта, так?
Благословен гряды во имя Господне. Должно быть как А это опять-таки овеществление того же самого констатации факта, через руку проходит иная сила. Напрямую совершенно. Нет, я имею в виду, когда вот именно благословен встречных историй. Да. Благословенность. Благословлять рукой? Благословен гряды во имя Господне. Благословен сидение на престоле славы Царства. Да? То есть он проявляет... Это меньше может быть. Он не благословляет его, он констатирует. То есть как бы он овеществляет, если угодно. Зачем руку? А почему не может языком, не может рукой? Чем рука хуже языка? Через руку ты говоришь, проходит особая сила, да? Да, отчаян. Сама десница тебя будет прославить в крепости, да? Зачем Бог это? Когда он полнота благословения. Вот как раз ваша рука участвует в этом благословении, понимаешь? Он же говорит, я благословляю своей рукой Бога, да? Значит, я благословляю. В общем, все от Бога. Да. Причем интересно, здесь перечисляется, что все от Бога, да? Не просто благословение, да, то есть полнота благих действий слов в начале вложенных. Слава, да, вот всякая слава от Него, да? Настоящее прославление от Него. А мудрость. Ну это понятно, да? Евхаристия. Причем интересно, что к Богу. Помните, да, что в Библии слово Бог чаще всего употребляется по отношению к кому? Богу Отцу. К Отцу, да. Офиус, Да. Бог по преимуществу называется Отец. Интересно, Дионис Липоитов называет даже, Бог называет автофеос, самый Бог. То есть Бог как источник божественности, да, от которого порождается Сын и исходит Дух. Вот. Почему? Потому что Евхаристия начинается именно это действие творения, творящего Бога. Кстати, вот слова «время сотворить Господу», которые говорит диакон, а это слова из 118-го псалма, на самом деле, что очень парадоксально. То есть, в эпоху Евхаристии, на самом деле, что происходит? В эпоху Евхаристии наступает 8-й день, который уже, то есть прекращается действие 7-го дня во время Евхаристии. Бог, как известно, благословил мир, да, и почил от всех своих дел на 7-й день, в субботу. Потом начинается круговорот 7 дней, но благословение покоя, да, оно продолжается. Что творить? Да. Начинает творить. Да. А Евхаристия — это эпоха нового творения. Начало 8-го дня. Да, того самого 8-го дня, в котором Бог говорит, я все творю все новое. Значит, 8-й день будет единая Евхаристия. Да. Собственно, да, он и есть вот да, единая Евхаристия та самая. Вот. И честь. То есть в нем источник всякой чести. Всякой малой, большой чести, да, и всех вот иерархий чести восходит тоже к нему. В нем источник сил и крепости, могущества. Благословение Богу нашему принадлежит когда? В века веков. Аминь. Это кто услышал? Это возглашает всемирный хор. Все, сказано, все, и ангелы, и мученики, и 24 пресвитера, и 4 живых, которые стоят. Они все падают на лица и возглашают эту песню. Единый хор получается. А чем вот благословение отличаться будет от благодати? Вот в этом контексте. Благодать — это нетварная энергия Бога, да, которая приходит на благо человеку. Так? Это сама сила, можно сказать, или энергия, да? Да. А действие осуществления этой благодати, благое, называется благословение. Вот действие, вот энергия, да, если угодно, это благодать. Осуществление — это благословение. Осуществление, то есть выражено в каких-то Условно говоря, команда на благословение. Нет. Ну, не команда, некая сила, которая производит благословение, понимаешь? Понимаешь? То есть, Ну, например, Не-не-не, благословение это команда на реализацию вот благодати на конкретном объекте. нет, благословение это, собственно, и есть реализация благодати. Действие. Вот дело в том, что здесь понимаются слова не в смысле передачи информации, да, а в смысле творческих слов, которыми творился мир, да, изначально. Вот этих творческих великих идей, которые сформировали всю материальную и нематериальную вселенную. Ну понятно. Вот их благое действие, в отличие от неблагого, которое в Библии называется, правда, не злословением, да, называется проклятием. проклятие Это, можно сказать, обратное да, это благословение. да, карающие силы Бога уже есть. Те же самые слова, все равно но они благодать. начинают как бы сжигать, да? Сжигать там грешника. То есть благодать та же действует. Да, та же самая Даже благодать, благодать просто только опаляющая. Опаляющая, да?
Тогда, получается, вот мусульмане путают вот эти два понятия, то есть, ну, как бы они о первом вообще ничего не знают понятия, а вот то, что касается благословения, они называют благодать. Ну да, они знают только некие дела, некие действия, да, они знают феномен, но не знают причину вызвавших, скажем так. Действие с энергией. Нет, они как бы Свойства с действием. Нет, они как бы путают результат действия с самим С действием. самим действием. Ну, элементарно, то есть, смотрите, все равно, что я спутать твое действие, да, вот, ты заводишь машину. Вот спутать тебя с ключом, вот будет это действие, вот это самая ошибка. Понимаешь? Или даже с тем, что машина поехала. Да, да. То, что человек, Да. машина едет. Такая подмена. Да. И начав речь, один из старцев спросил меня, Едешь на гонки? Пусть Юля. Пойдем. И начав речь, один из старцев спросил меня, сие облеченные в белые одежды кто и откуда пришли? То я тебя не возьму на гонки, бизнес там делать. Я сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои, убелили одежды своей крови агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце, никакой зной. Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Итак, Иоанн видит этих ликующих, да, ликующую церковь святых, церковь первородных, которую говорит апостол Павел, да, и он спрашивает. И тут сказано, я ответил один из старцев, говорящий мне. Почему ответил? Потому что Иоанна был внутренний вопрос, который он не задал, да, и ему один из старейшин говорит, ответил мне, говоря мне, эти одетые в столы белые, кто есть и откуда пришли? И я сказал ему, господин мой, ты знаешь. Это как раз традиционная восточная форма обращения. Собственно говоря, и ангел, когда он водил Захарию, да, он спрашивал, кто это такие? Он говорит, ты сам знаешь, да? И он как бы подвигая его к узнаванию тайн Божьих. Зачем такая форма в Писании употребляется? Дело в том, что Бог желает, чтобы мы его тайны познавали, чтобы мы их отыскивали. Он не желает, чтобы мы сели дундуками, да, и просто ничего не исследовали. Он желает, чтобы мы исследовали тайны промысла Божия, да, чтобы мы вживались в эти глубины познания Бога. Да, изучали. Да. И вот как раз вот, собственно, один из старцев, да, вот этих, который восседает вокруг трона Бога, он объясняет Иоанну значение откровения. Это сейчас вот многие как бы противоположно говорят, что не надо сейчас ничего узнавать, как бы занимайтесь собой, как бы своими делами, там, чувствами. Да. Изучать, уже все изучено, как бы. Да, это, конечно. Вот среди православных такое, кстати, встречается часто. Не совсем нет. Изучать себя это тоже, в общем, дело достаточно высокое. Да, как раз себя-то сейчас тоже не особенно изучают. Считается там... Если ты как говоришь, то есть вы занимаетесь собой, то есть это тоже, в общем, дело великое на самом деле. Если бы человек занимался собой. Я тут как-то... Ну, кстати говоря, опять-таки не самое великое. В спор как бы вступил с одним православным. Самое великое Другое познание. дело, вот мусульмане, вот они как бы воздают просто богопоклонение, то есть не то, что в какие глубины Божьи там вдаваться. Там вообще как бы, то есть Бог настолько далек от человека, и, в общем, там даже мысли нет, как пытаться познать его, понять. Ну да, там богословие на уровень обрядоведения сведено. 4 масхаба друг с другом как бы спорят. Я вчера передачку Это так, в одном из по радио направлений. слушал, «Выбор веры» называется. Там его спрашивают, там два мусульманина пришли, один, значит, директор издательства, а другой главный редактор какого-то телевизионного канала мусульманского. И говорит, что есть вот добро? Ну, минут 5 думали, ну, алкоголь пить. А, что есть зло? Ну, алкоголь пить плохо. Потом еще минут 5. Да. Потом еще а что вот добро? Еще минут 5. Ну вот женщине место в троллейбусе вступить. В общем, читайте, если представитель коммунизма, не ошибешься. Не, ну просто я даже хотел позвонить туда, но думаю, лучше не параллельно. Не, вообще, вот, батюшка, кстати, вот я хотел вас спросить, в таких случаях вообще, наверное, христиане вообще должны проповедовать и через... Если есть возможность, конечно. Ну. Итак. И здесь
старается говорить, что это они из тех, которые пришли, приходящие из тяготы великой. Причем интересно, здесь незавершенный глагол стоит. Приходящие из тяготы или скорби великой. И они омыли одеяния их свои и выбелили их в крови Агнца. Причем приходящие, потому что этот процесс, начиная с апостола Иоанна, до сих пор продолжается. Да? Вот непрерывно идет пополнение числа где-то бесчисленного множества мучеников, которые приходят от великой скорби, великой тяготы. Это интересный вариант, да? Вот. Не просто скорбь, да? Вот, а именно тяжесть такая, которая лежит в жизни человека. Вот. И они приходят к Богу, да, через смерть, и они выбелили одежды свои, омыли одежды свои и выбелили их в крови Агнца. Как сказано, здесь аллюзия, конечно же, на слова пророка Исаии. Научитесь делать добро, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте в вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Вот как раз вот это омовение одежд и выбеление крови Агнца, оно здесь описывается. Видите, тут два этапа спасения описывается. Да? Сначала нужно омыть одежды свои. Крещением и покаянием, да, переменной жизни. И потом надо выбелять их в крови Агнца. Причастие, да, потому что кровь Господня, она очищает и выбеляет одежду. То есть одно дело вымыть одежду, но если на ней там запекшиеся пятна крови, там еще чего-то, да, это не смоешь. Нужно, чтобы отбелить. Вот выбеляет кровь Агнца, который будет делать чисто, действительно, белым, сверкающим одеждой, человеческой души. Это как раз специально подчеркивается, чтобы люди не думали, что они могут обелиться, очиститься собственными силами, да, чтобы они могут спастись своими какими-то человеческими усилиями. Вот эти два эпизода, они четко различаются здесь. Ну, человек требует покаяния. Вот, поэтому сказано, для начала, не постоянно. смотри, именно в начале, видишь, для начала омывают одежды и выбеляет, да, и выбеляет в крови Агнца. То есть без первого слоя второй невозможно. Поэтому, собственно, для крещения требуется покаяние, да? Даже вот в самых таких храмах, где меньше всего занимаются катехизацией, все равно этот эпизод есть, да, когда отрекается от стана всех дел, да, и сочетается со Христом. Это все-таки тоже эпизод покаяния все-таки, конечно. Вот, пусть он даже не продуманный глубоко, да, но все-таки это уже некоторый шаг. Хотя лучше, конечно, для того, чтобы был продуман, церковь настойчиво требует, много раз требует, да, вот специально. Да, и Григорий Низкий, я тоже читал, тут очень красиво он выражается по поводу того, что человек, пройдя крещение, если он не отрекся дел сатаны, как бы реально, то есть да, не принес жизни покаяния, не переменил жизнь свою, то есть как бы он говорит, я думаю, что он как бы не прошел крещение. А у Кирилла еще жестче. Ты можешь подойти сюда с лицемерием, вода тебя примет, а дух тебя отвергнет. А вот интересно, вот само по себе вот выражение, ну вот сам вот этот оборот, убеление крови, он тоже, наверное, носит какой-то, ну то есть как бы, условно говоря, если представить жизнь, да, Да. то крови никак не... Парадокс, на самом деле, парадоксально. Да, вот именно наоборот как бы, да. Да. Если обычно кровь она пачкает, здесь наоборот кровь убеляет. Да. Причем потому что она как бы впитывает, да, все, очищает человека, так что почти снег убеляется. Это же кровь Бога, а Бог он как бы вневременной, то есть. Да. Причем интересно, в славянском переводе очень интересно описывается. Сказано не просто омыли, а сказано из праша риза своя, и убелишь риза своя в крови агничьей. Что значит из праша? Испрали, то есть истоптали риза своя. Идет и речь о чем? Дело в том, что на Востоке, как известно, как происходит стирка? Топчет, да. То есть одежду берут тогда, на камень специально заливают водой и начинают топтать, да? Чтобы, там, с щелочью, чтобы она очистилась. Ну, это эквивалент. Да. Да, бассейны там еще. Палками бьют там, да. Бассейн, наверное. Ну, естественно, да.
Желательно дома это делать. Ну, на самом деле у нас нечто аналогичное даже наших стиральных машин. Да, стиральные машины элементарно наши, да? В принципе, там же бьют, вот это, собственно говоря, да, то есть фактически там не просто же там крутится, там просто как бы происходит аналогичный процесс выбивания, да? Просто падает, да? Или там... Но они там и падают, помнишь, что вот, если посмотреть, как стиральная машина работает, Механическое воздействие. там происходит механическое выбивание, там это грязи, да, из самой этой, из ризы, из одежды, да? Ну, собственно говоря, на самом деле эта тема очень интересная. То есть предполагается, что человек должен выбивать из своей ризы, да, из своей природы, должен выбивать всю грязь, да? Поэтому и скажут, что они выбили, истоптали ризу свою, и уже и потом очистили и сделали чистой кровь агнца. То есть они, здесь предполагается, этими словами, что подвиг, здесь предполагается как раз аскеза, да? Но, заметьте место, аскеза необходима, Она не без крови. но она бесполезна без крови агнца, просто бесполезна. То есть они, сколько они очищают, да, топчут одежды, но очищают именно кровь агнца. Вот как раз такой, в этом как раз парадокс как раз христианства, то что очищение только кровью, но без дела оно не получится. А можно сказать наоборот, что если нет вот этого вот очищения самого одежды, то сама и кровь агнца не... Ну, как покаяние. Ну, то, конечно, да, как оно будет. Конечно, если без покаяния приходят, вот там, не знаю, у нас в настоящее время бабки на рынок идут, заходят, прощаются и идут дальше. Как вот прямо одни философы бабки просто. Григорий Сковорода как-то, Григорий Сковорода, известный философ украинский, он как-то зашел в храм, вышел, значит, там священник там с страхом Божьим верой приступить. Он взял, подошел, причастился. Вот, и потом хвалился, тоже говорил, что вот, значит, он таким образом с дерзновением подошел. Он был своеобразный человек, с масонством связан немножко. Вот, с иллюминаторами. Вот, и... Покаяние придет. Да. Ну это как это, тоже фильм тут этот французский показывали, как... Ну, кровь, кстати, действовать будет, мы же заметим. Но она будет обратно. Да, сказано, что Господь вот Господь интересно говорит, Господь говорит, что вернее, при каждом смысле говорит, что Бог взыщет кровь Сына Своего со всех тех людей, которые отвергают Его. То есть это он взыщет не только с иудеев, вот как мы сейчас говорим, что там на иудеев лежит там грех богоубийства. Тут чистый правда лежит. Если там иудей на каждый, как уже я специально сейчас посмотрел, я недавно достал все эти бираки, ежедневные бираки, благословения еврейские. Бираки? Ну да, ну барака благословения. А, биракет по-арабски. Биракет. Да, бараха или по-еврейски. Вот. И там... Как раз это благодать, вот переводят они. То есть, Вот. И значит, интересно, что вот это проклятие на минимум, кажется, в ежедневной молитве есть. Кого? Проклятие христиан вообще в ежедневной Как бараке. они называются? 13 минимум, 13 бирак. Вот. Итак, Прям конкретно не христиан, да? минимум доступно. Следователи. А Какой там текст? Пусть там. могут Последователи Назарянина? Нет, минимы. Отступники. А христиан всегда Талмуд называют именно этим словом, минимум. Но это и все, которые сектанты, допустим, кто откололся от да, ну, иудейской церкви. Ну да, но их считают как бы... Все остальные, там даже хасиды к ним не относятся, вот, хотя хасиды, например, считают себя мессией коллективным. Вот. кто хасиды? Ну, хасиды с этим шагом, они считают себя мессией. Хасиды это секта такая, что ли? Ну да. хасиды же... Да здесь, у него такие же. А, вот эти вот Большим, нет, с песен все ходят. Вопрос, что Не, ну, вот они эти меховые шапки. А, Меховые шапки, помнишь, Юль? Штраймер. Что Страймель, да, помнишь это? Они себя считают коллективным мессией. да. Все мужчины хасида являются коллективным мессией. Ну, Штраймель носит, по-моему, раввины. Нет, хасиды именно. Ну, они же кто-то в шляпах, а кто-то в Они все этих из колена штуках. иудов. Да, вот тут почему в шляпах очень? Тут выступал это главный раввин России в шляпе. Так чудно смотрелось, так А все очень просто. смешно просто. А для того, что они предполагают, что Костюмчик, они в любой момент должны помолиться Богу, быть готовы молиться Богу, а Богу они всегда молятся с покрытой головой. Но почему не в Почему шапочке? нельзя Он же вот это вот выступал по всё? телевизору официально как религиозный представитель, надел шапочку там. Но мусульмане одевают чулму, там ничего страшного как бы. То есть, ну он же официальный представитель, а он в шляпе так. Это традиция гетто. Отличаться. Кого традиция? Традиции гетто, причем польскую, конкретно гетто.
Чтобы отличаться от мусульман. Итак, Шапки-ушанки выйдет, там, Гайнуддин, например. давайте сейчас вернемся все-таки, да, к этому тексту. Здесь очень интересное развлечение. Да, с одной стороны, внешняя скорбь, с другой стороны, личный подвиг. И главное все равно убеление одежды в крови агнца. Из-за этого они есть перед троном Бога и служат ему днем и ночью. Здесь стоит слово латревосиум. То есть слово латрия, да, служение. Служение, подобающее только Богу. Вот. И они ему служат день и ночь. Почему день и ночь? Потому что их служение непрерывное служение мучеников не прекращается никогда. Вот. И поэтому древние литургии говорили: вспомни мучеников, которые предстоят перед тобой день и ночь и молят тебя о кафолической церкви. Вот, кстати говоря, здесь мы видим, что мученики, они не прекратили свое служение. Кстати, это место можно учитывать в разговоре с людьми, которые отрицают, да, когда со святых. Они служат Богу. Продолжают служить, да? Именно днем и ночью. Дают поклонение причем. Да, поклонение ему и служат. Да, совершают служение. Какое служение? Служение в том числе и княжеское. Мы вчера об этом говорили на беседе, что слова «поставить», что Богоматерь поставит их князьями по всей земле, кого своих детей, то есть христиан, она касается кого? Святых, которые становятся ангелами-хранителями уже наравне с ангелами, управителями мира. Вот в этом, кстати, удивительно парадоксальная власть, которая дана святым. Вот могущество великое. И Это вот касается только прославленных святых или прославленных у Бога, только прославленных у Бога святых. прославленных у Бога? Конечно же. Но Речь не о земном. Не о земном прославлении идет речь. У нас все спасенные святые. Да, получается. конечно, а как по-другому-то? Значит, когда нет ночи, тут еще то, что нет сна, то есть нет Да. образа смерти, вечная жизнь. У них, для них нет ни дня, ни ночи, для них у них служение не продолжается день и ночь. Но здесь ссылка идет на что? Дело в том, что апостол Павел говорил, что за надежду Израиля, а в надежде Израиля все 12 колен молятся Богу день и ночь. Вот эта непрестанная молитва, она как раз-то и совершается у мучеников. И, кстати говоря, в подражании мученикам на земле тоже существовала непрестанная молитва. Вот, были специальные монастыри, которых это не усыпающие, да? Не усыпающий. Да, Просто сменяли друг друга. Александр, преподобный Александр основал в Константинополе этот монастырь, где было 24 смены монахов, которые каждый час менялись, и в них непрерывно совершалось богослужение. Вот сейчас у нас в монастырях совершается неусыпающий псалтырь. В течение всех суток непрерывно читается псалом Богу. Зачем? Чтобы быть участником вот этой службы мучеников, да, которые служат перед троном Бога. Батюшка, а вы сослались вот сейчас на книгу пророка Исаии, и там аналогичные? Там сказано, что Бог обещает очистить, если человек прекратит делать зло, научится делать добро, да, тогда Бог и обратится к Господу, тогда Господь его ризы очистит. Не, вот про 12 колен. Это не Исаия. Это в этом сказано в Деяниях. Апостол Павел говорит: за надежду Израиля, 12 колен Израиля молятся, об ней молятся день и ночь. Действительно, тогда за то, что пришел Мессия, евреи тогда молились день и ночь. Тоже так? Да. Неусыпно? При храме, да, были стражи, которые неусыпно стояли Бога. И у них был даже пароль. Он находится в псалтире. Знаете пароль храмовой стражи, да? Благословите Господа, все раби Господни, стоящие во храме Господня, в дома нашего. В ночах держите руки ваши, благословите Господа, благословите тебя Господь от Сиона, стали у него и землю. Это 132-й псалом, последний псалом 17 кафизм. А то есть эта фраза один другому как бы получается... Да, благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме, это ответ пароля. Это ритуальный ответ пароля, который пришел сменять стражу. Одна стража левитов ушла, а другая стража пришла. Вот. А если кто-то из стражи оказался заснувшим на посту, что там? Не знаю, даже соблюдался когда-то. Соблюдался, да. Что Его сжигали на месте. Да? Ничего себе. Его А как сжигали. бензинчиком? Нет, там Нет. сказано накинуть на нее мешок. Нет, его поджигали, одежду поджигали его. Он лежит, ее подходил человек, благочинно ходил с факелом, проверял посты. Если человек левит засыпал, его одежда поджигалась и накинул сверху хвороста, и он сгорал в этом месте. Христос тоже спал. Ну вот не важно. Вот, он сжигает прямо так вот. И поэтому, кстати говоря, слова Господа есть в Апокалипсисе, об этом дальше. Об этом мы говорили, помните, да, что блажен бодрствующий, хранящий одежду свою. Сегодня мы сожгли нашего брата какого-то.
Вот. Итак, Ну, это традиция, это как сейчас христиане не возобновят, наверное. а зачем? А Бог сам сожжет. Это скучно. Итак, Андрей Царевский уточняет, говорит, смотри, говорит он, что почему день и ночь? Он указывает непрерывное служение, потому что там ночи не будет, но будет один день, освещаемый не чувственным солнцем, но духовным солнцем правды. А может быть под ночью, разумеется, сокровенные глубокие тайны, а под днем ясные и добровосприимчивые. Очень интересное значение добавок, да? То они будут служить Богу, когда будут постигать глубочайшие тайны Бога, да? И когда будет ясно откровение Бога получать. Они продолжают это вот. И они будут совершать это в храме Его, в святилище Его, в храме Его. Здесь употребляется слово «наос», которое в Ветхом и Новом Завете употребляется только для храма Иерусалимского. Вот. Вот этот храм, он, собственно говоря, в каком храме? В том самом первом святилище, которое находится на небесах, по образцу которого сделан храм земной. Да, в небесном храме. Не Иерусалим, в небесном храме. Храм Бога есть творение, обновленное Духом. Но, вероятнее, те, которые сохранили залог Духа и цельным и неугасимым. Таких обещал Бог жить и ходить в них. Говорит Андрей Царевский. Но, между тем, есть, на самом деле, очень разработанное и толкование на, собственно говоря, вот все подробности скинии. Каждый элемент скинии, который, как известно, взят с первообраза небесного храма, он имеет тоже свое значение. Мы о нем когда-то давно говорили. Вот, надо будет как-нибудь повторить. На самом деле, там вот столбы. Это ангельские силы, которые охраняют Вселенную. Завесы. Это разные уровни материального бытия. Причем каждый там из них своя. Вот. А величайшее чистилище, которое есть в скине, с крышкой, над которой Бог говорит, это сам Христос. Потому что, и вот если мы почитаем с вами последние книги, там где сказано, что Христос есть искупление грехов наших. А подлинник говорит, что Христос есть очистилище грехов наших. Там технический термин, означающий золотую доску, лежащую на ковчеге завета, над которым говорил голос Бога. Который копился. Да, когда копилась кровь. Почему очистилище? Да. А вот, значит, которые были херувимы. Это те, кто охраняет мировые законы. Реальные херувимы, которые охраняют мировые законы всей Вселенной. А 7 светильников — это 7 духов Божьих, которые уже силы. Да. А два ангела, вот, которые большие были. Два херуба. Херуба, да? Да, херувим, да. Вот, это ангелы, которые совершают служение перед самым троном Бога непосредственно, да. Вот, но они являются символом добавок двух рук Бога, которым Бог действует в Вселенной. Двух рук? Да, вы знаете, что Бог двумя руками во Вселенной действует? Нет. Только двумя? Только двумя. Только двумя. А как это объяснить? Ты не знаешь, какие они руки? Иисус Христос и Дух Святой. Да. Две руки Бога Отца. То есть Это вот Ириней Леонский об этом говорит. Поэтому сказано, руки твои створили меня, создали меня, да, помнишь? Богу 12. Отец, Сын и Дух. То есть вот эти Две два ангела, творили мир. получается, Да. два ангела вот эти, Они являются символами двух. символами Дух нашавшийся. Да. Получается, что Одесную и Десна это одно и то же. Получается, Да. что Одесную, собственно говоря, он является и указателем, где это находится, да. Одесную, и там же он и Да. становится. Да. то есть, Когда кажется, что он на Одесную сидит, значит, он как человек участвует уже в управлении, да, миром, которому является как Бог правитель всегда. Вот. И сказано дальше, что они служат ему сейчас, святилище его, уже сейчас они находятся в этом небесном святилище. Куда вошел предтеча? Туда вошел предтеча некий. Предтеча кто был в этом святилище? Проверка знания Священного Писания. Кто предтеча является в небесном святилище? Господь, что вошел мир к творению. Да, он вошел предтечей нашим туда. Если предтечей на земле был Иоанн Креститель, то предтечей на небе является Иисус Христос. Потому что он бежит перед нами, понятно? Человеческая природа. Первенец из мира. Нет, во времени, когда он вознесся на небо, стал предтечей нашим. Нашим предтечей, понимаешь? Предтечей людей. Он проложил дорогу. Если, правда, проложил дорогу. Если Иоанн предтеча готовил ход для Христа, то Христос готовит путь для нас. Поэтому он предтеча там, для нас. Вот. И как бы обратное, да? Для снисхождения. И за собой, и задом. Да.
Да. Имеется в виду, да? Или Идет речь вообще воскресенье? для всех спасенных идет речь. Нет, идет речь Для всех спасенных. Да. Видишь, из ада, вот эта икона Вознесения из ада, то есть он идет первым, вот это Да. есть притеча. Да. Итак, и сказано, что он сейчас они служат сейчас, заметьте, да? Да. И дальше. И сидящий на престоле раскинет шатер над ними. Скинесон, да, там стоит опять раскинет, а не скинет шатер. Над ними. Дальше. Вот очень интересно, какую то есть он над ними раскинет шатер, как он скини, да, действовал во время странствования в пустыне. Так вот он раскинет этот шатер над ними. Зачем? Чтобы защищать их, да? Зачем шатер нужен? Чтобы дождя не было, да, там, чтобы не жарило солнце и так далее. Вот там шатры там на востоке очень хорошие, они из черной ткани сделают, солнце непроходимое. Там всегда одинаковая температура, прохладно и так далее. Защита хорошая. Кстати, вот интересно, что предание говорит, что облачный столб, он был не просто столбом, он одновременно облаком еще покрывало весь народ еврейский. Окружал весь народ, так что он не жарился во время странствования по пустыне. Как бы тень, что ли? Да. Да. Атмосферу создавалась. Вот. И таким образом он будет, Бог обещает, что он сам станет над ними шатер, раскинет над ними шатер, чтобы они жили в этом безопасности, в этом новом городе Иерусалиме, в одном шатре вместе с Богом жили. Этот шатер будет над ними, их окружать будет. Будет. То есть сейчас они служат в храме, а потом они будут жить в одном шатре с Богом. В конце времен. И дальше не будут они испытывать голод уже, и не будут испытывать жажду уже. Не упадет на них солнце, и всякий зной. Потому что Агнец, который посредине престола, будет пасти их, и будет путеводить их к жизни, к живым, к живущим источникам вод. И сотрет Бог всякую слезу с глаз их. Вот обещание Бога. Значит, что значит, понятно, почему они будут испытывать голод. Это здесь старец обещает, что исполнится то самое древнее пророчество пророка Исаии, которое сказано было в 49-м псалме. Это, вернее, 49-й главе Исаии. Там, где песня великого раба Иегова содержится. И в частности там сказано, что не будут терпеть они, Господь, так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. И я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенные. Сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, по всем холмам будут пажить их. Не будут терпеть голода и жажды, не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Интересно, почему они будут подняты? Куда они будут подняты? К небу. Да, дороги, которые доведут до неба, понимаете? Все дороги, которые они ходили, они оказываются ведущими в небеса. И вот одни идут издалека, и вот одни идут с севера, другие с моря, а другие с земли Синим. Перечисление, да, интересное? И с севера понятно, кто идет, да? С севера это русские, там, европейцы, да? С моря это жители островов, в том числе диких островов, которые за океаном находятся. И Америка, дикий остров такой есть. Вот. Вот. И с моря, а другие придут из земли Синим. С Китая. С Китая, да, единственное упоминание, да, о Китае здесь как раз-то, как предсказано, что оттуда придут ему поклонники, да, которые будут кланяться ему. Радуйтесь небеса, веселитесь земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой, и помиловал страдальцев своих. А Сион говорит, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Я начертал тебя на ладонях моих. Стены твои всегда передо мной. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и пустошители твои уйдут от тебя. Возведи глаза твои, посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь. Всеми ими ты облечешься, как убранством, и наедишься ими, как невеста. Вот великая песня, которая благодаря тому, что Господь Искупитель Израиля придет и спасет их. И здесь как раз то обещание, которое дал раб Иеговы, который одновременно является Иеговой.
а оно избудется. А вот, Вот, что а- значит Агнец ведет к источникам вод? То Сейчас, есть Христос ведет. Сейчас давайте поподробнее посмотрим, да, по тексту. Почему не будет ни алкать, ни жаждать? Ну, как Потому что сказано, что в 35 главе книги пророка Исаии сказано: и тогда твои глаза... сейчас. Сейчас, минуту. Хорошо. Евангелие от Анна, да, там что-то. Воду, которую дал, не будет жажды твоего. Да. В этом нужно. Много-много, да. Они меня называют. Как фею. Какую фею? Которую она била там. Фею какую. Где это было? Которая на телевизоре. А, Фею. какая фея? На телевизоре я. Которая я. Я не знаю, какая на телевизоре. Я хочу фею. Итак, Господь говорит: и будет Господь вождем твоим всегда, если ты будешь поступать правильно. И во время засухи Он будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, который воды никогда не иссякает. И в другом месте Господь говорит, что и твои глаза сами увидят великого царя, которого царился. И те хлеб, и жилище такого будет человека на высотах гор, да, и будет хлеб, и вода будет дана ему. Хлеб какой? Хлеб жизни, да? Хлеб, который есть плоть Господа. И вода жизни, то есть Дух Святой будет дана ему. Поэтому хлеб и вода упоминается, да? И здесь Дух ипостаси обязательно. Поэтому ни разу для алкать не будет. И не будет испытывать жажду уже, нет, и не упадет на них солнце. То есть не будет находиться под защитой, их не обожжет больше солнца, солнце не упадет на них, да, своим жаром. И не будет с ними никакого зноя. Потому что они будут покрыты тенью. Тенью какой? Как вы думаете? В другом месте, в одном из мест про Иеремии сейчас сказано: Бог покроет тени крыльев своих. Почему их не будет сжать? Потому что своими крыльями Бог закроет их, как птенцов закрывает курица, да? И в Второзаконии сказано, что я как орел покрывал с крыльями своими. Вот. И Бог обещает, что вот Он будет держать под крыльями, да, своими всех мучеников. Дальше. Все произойдет потому, что Агнец, который посреди престола, будет пасти их, будет руководить ими, да? И приведет их, будет путеводить их к живым источникам вод. Какие это живые источники вод? Именно живые. Обычно источник вод он не живой, да? Ну, 7 источников. Да, Дух Божий, да? Он, сам Агнец ведет к Духу, да? Агнец ведет к живым источникам вод, которые наполняют их. Вот. Но можно сказать, что Агнец ведет к Богу Отцу, который является источником Духа, да. Что тоже правильно, да? Возведение престола. Да. Он, да, он поэтому Ефарист в середине престола, да, и Агнец ведет куда? К живым источникам вод. Ведет к Богу Отцу, который дает Духа, да, и который является источником жизни, животворящим. И дальше сказано, и когда он придет к этим живым источникам вод, и сотрет Бог, то есть Отец, сам Бог Отец, всякую слезу с глаз их. Тертулиан говорит, что значит сотрет с глаз их? Значит, он говорит то, что означает, что Бог сотрет с тех самых глаз, которые выкалывали мучители, да, с тех самых глаз, которые проливались слезы во время пыток, да, с них Бог сотрет всякую слезу и всякий недостаток. Потому что идет речь уже о воскресших телах, которые Бог сам утешит. Представляете, какая радость, если Бог сам вытрет слезы с глаз, да, человека. Вот, и как раз это проявление такой великой близости Бога к человеку. Никто из мусульман не предполагает, что Бог сам вытрет, да, глаз, слезки. Так вот, уже как бы совершалось, наверное, можно так понимать, что вот когда мученики, они исцелялись, допустим. Идет речь о конечном все-таки. Сотрет во множественном последнее будущее время, понимаешь? Сейчас они служат,
Но то, что им будет дано, будет больше. Они придут непосредственно к Богу Отцу, будут черпать у него живых источников воды Святого Духа непосредственно. Да? Бог сам сотрет с их воскресших тел, с воскресших лиц, сотрет слезы, да? Так что от них, как в другом месте сказано про Исаии, внезапно настигнет их веселье вечное. Причем слово настигнет, оно обычно появляется в отношении там, к льву, который догоняет свою добычу. Но положение плача и тешится, это же тоже к будущему времени только имеет отношение. В первую очередь, да. По-настоящему утешиться, вот так утешиться вот так вот, чтобы по-нормальному, это в качестве будущего времени. Здесь ничего не светит. Нет, почему? Здесь-то утешает Бог, но это утешение, оно ничто по сравнению с тем, что откроется. Сама надежда же тоже утешение. Нет, идет речь о том, что утешение настоящее, утешение вообще в полной мере, это утешение, которое дается в конце времен. Вот это утешение. Да, собственно говоря, как недаром апостол Павел говорит, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. А у нас, кстати говоря, аргументация все время пытается часто говорить, что надо показывать, какие вот сейчас у нас есть, да, там... Дары, да? Дары. Да. Нет, надо понимать, что вот те дары, которые Господь подавал даже великим святым, да, то есть это же просто как бы, ну как залог, залог некий, да, называется, да. чтобы просто не ослабели труждающиеся, вот аскеты, вот эти великие, да. Значит, да, что они вот эту скорбь великую терпят. Значит, их Господь утешал, показывая им те блага, которые они там претерпят, и еще больше. Как бы, да. У нас, кстати говоря, то, что сейчас... То, что Павел вот восклицает, то, что как тебе не понравилось. Ну, то, что здесь все тускло стекло и, в общем... Нет, там апостол еще более красиво говорит. Он говорит, что в 8 главе он говорит так, что, думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения снов Божьих, потому что тварь покорилась в суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Вот, ибо мы знаем, что вся тварь совокупности стенает и мучится до ныне, не только она, но и мы сами, имея начаток духа только. Начаток, первый сноп урожая духа, да? Начаток, это всегда был первый сноп нового урожая. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеется, того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Также и Дух подкрепляет нас немощных наших, ибо мы не знаем, чего молиться как должен, но сам Дух ходит за нас воздыханиями изреченными. Итак, вот, поэтому, что я хотел сказать, что вот это желание, попытка миссию построить только на нынешних дарах, это ложная попытка. Вот когда он говорит, там, не надо об аде рассказывать, людей адом запугивают, там, не надо там людям про рай говорить, подкупать их, да, нужно только сейчас говорить, там, даже как хорошо сейчас быть православным. Это... Да, или там вам на душе будет хорошо приятно. Но для начала, может быть, иногда надо, когда человек вообще как бы... Нет. А если человек в унынии надо? Далек совершенно как бы от христианства. Считаю, что Бог ему не поможет вообще никак. Знаешь, Аня, я честно скажу, сколько раз приходилось мне общаться с людьми, там, которые смертельно больны. Завидуют смертельно больны, умирают. Вот. Разговоры, то, что тебе сейчас полегчает, Богу помолишься, они никогда толк не принесут. Это да, когда... Я им говорю, ты знаешь, что ты будешь выздороветь точно? Твое тело вот абсолютно точно здорово, абсолютно точно, гарантирую. Вот клянусь на Евангелие, день воскресенья. Опять-таки, я тоже, а как же где-то говорится, что будут на человеке видны его грехи. Что значит, это абсолютно здоров? А тело будет абсолютно здоров. Бог восстановит всю природу. Максим Святитель четко сказал, что вся природа человека будет восстановлена полностью. Апостол Павел в этом. Да, апостол Павел говорит, все без исключения люди будут восстановлены, и грешники, и праведники будут полностью восстановлены. И их тела будут подобны телу Иисуса Христа. Вот. Но не будет восстановлено только одно – воля. Потому что она зависит от человека. И вот и она-то будет или делать черным, да, собственно, воля, печать греха где находится? На воле как раз. И она очернит грешника, да, и, наоборот, просветит праведника. Вот. То есть, так получается, что если, допустим, наркоман там, воскресает, вот, то он сразу хватается за шприц, да, там, или там пытается его найти, то есть утрированно, если говорить. Ну да. То есть именно воля, она как может проявиться? В каких-то конкретных... Да. Желание наслаждения помимо Бога, скажем так. Да, прямо, да. Вот. И здесь как раз что нужно понимать. Вот наш символ, который
когда человек должен произносить? Перед крещением, да? То есть в самом начале своей христианской жизни, еще до того, как он стал христианином, что говорит? Какая надежда главная? Чаю чего? Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Это как раз образец для всякого миссионера. И вообще, даже для духовной жизни нашей, да? Мы должны чаять воскресение плоти. Чаять воскресение мертвых и жизни будущего века. Недаром христиан называли болтолюбцами. Саркофилами так. Да, саркофилы, язычники так называли, саркофилы пошли. Болтолюбцы, да, потому что говорят, вы настолько любите плоть, что с ней хотите вечно жить. Вот. И потому что язычники, хотя они там считают, что можно наслаждаться сколько угодно плотски, да, они считали, что это все, почему можно наслаждаться сколько угодно? Возьми от жизни все, да, пока живешь. Покажи, потому что тело сгниет, а твой дух все равно же он идет своими путями, независимо от того, что ты плоть делал. Чистый дух, да. Чистый дух, идея чистого духа. Неоскверненная плоть. Да, неоскверненная плоть, да. Поэтому, например, Плотин, как известно, да, он запрещал делать себя портреты. Плотин? Да. Он говорил, что я не хочу осквернять мрамор, заворожить отвратительного смертного облика. Вот. Муж, он правда был некрасивый? Нет, он был красивый человек. Он говорил, что главное было, где шла, где это что? Плотин. Был такой крупнейший философ поздней античности, владетель Платона. Вот. И вот христиане против этого говорят, что нет, наше чаяние, то есть главным верхом надежды именно воскресение плоти жизни будущего века. Видите, мученики еще не получили надежды. Они сейчас служат Богу день и ночь, так? Но потом Бог над ними отбросит шатер, потом Бог их поведет к живым источникам вод, да, по Агнес. Потом Бог сотрет у них, Бог Отец у них сотрет всякую слезу, да, с их глаз. Служить они все равно будут день и ночь. Да, нет, тогда они будут познавать, да, и тайны Божии, открытые откровения Божие, они все будут познавать. Да, но сейчас они служат, то есть может четкое развлечение. Тут видите, Писание прямо, вот именно нужно обращать внимание на времена Писания. Это не случайно сказано. Апостол Павла, ведь одно из тончайших потолкований построено на единственном множественном числе, да? Не сказано все в потомках, да? В семенах твоих, благословен народ земли, а в семени, то есть во Христе. То есть Писание нужно понимать, то есть рассматривать внимательно каждое даже время. Есть разные состояния. Есть состояние человека спасенного сейчас, после смерти, да? А есть иное состояние славы после воскресения. И попытка смешать их является ересью. Вот недаром еще святой Юстин Философ говорил, что если вы найдете человека, который говорит, что после смерти его душа возносится на небеса и получает полное воздаяние, такого человека не считать христианином. Именно по той причине, что вот главное чаяние христиан именно на воскресении плоти, жизни будущего века. И духовная жизнь должна быть акцент именно на этом. Да, на ожидании всеобщего восстановления, всеобщего воскресения. И надо помнить, что и святые до сих пор, хотя они сейчас уже управляют миром, да, там являются ангелами-хранителями народов, там управляют мировой цивилизацией, да, то есть у них слава великая сейчас. Они же наполнены Духом Святым. Но как еще они потом поведет к А то-то и дело, что они-то наполнены целиком Духом Святым. То есть они не воссоединены еще, они не восстановлены. Но они разве не исполняют сейчас Духа Святого? Но они не восстановлены еще. Они еще не цельные. Они не достигли целости. Тела нету. Понимаешь? А человек, то есть их душа не выполняет свою главную функцию – оживлять тело. А ведь одна из черт образа Божия, как вы не полоба какая, как Бог оживляет Вселенную, так душа оживляет тело. Одна из черт образа Божия. Поэтому и сказано, что плачу и рыдаю, да, и да вижу по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную, неимущую вида. И как раз очень интересно, то есть это состояние разоплощенности даже для святых означает неполноту блаженства. Сказано, человек душа. Да. Вот и по этой причине как раз-то нужно понимать, что чаяние и воскресение оно должно быть ключевым. Но то, что у нас часто в благочестии там говорится только о спасении души, там, да, а забывается воскресение плоти, это на самом деле знак поврежденности. Поврежденности богословской, поврежденности и, собственно говоря, постановки вопросов самого. И вот это поиски вот этого старчества, сейчас куча старцев, которые там в пустыню уходят, там, ищут особых даров, то есть это тоже неправильно. Нет, поиск особых даров, пожалуйста, ищите. Вопрос какие-нибудь.
Бог не запрещает особых Особых даров. откровений каких-то. Да пожалуйста, ищите, только чтобы не противоречить откровению изначально. Только надо... есть, например, дар, который вообще-то очень хорошо всем искать. А то Евангелие говорит, других даров лучше не искать, а есть один дар, который требуется обязательно. Всем Богу выпрашивать, у Бога умолять, его выпрашивать всеми силами. Нет, не слез, не покаяния. Любви. А? И не смирения. Веры. И не веры. Любви. И не любви. Развлечение духа. Развлечение духа. Больше не хочу. Потому что может быть лжесмирение, лжепокаяние. Понимаете, да? Лжелюбовь. Лжелюбовь запросто. Знаете, по телевизору сколько там лжелюбви, там какой маленькая тележка. Называют вообще какая-то... Да, то есть лже-добродетель может сколько угодно быть. Поэтому Антоний Великий говорит, надо просить у Бога сверхъестественного дара развлечения духа. Именно для этой цели прямой совершенно. Чтобы не попасть в лже-добродетели. Вот, собственно, ошибка этих молодых Это старцев, самый что... высший, как бы, весь чего. Нет, не самый высший, не самый высший. Самый высший это божественная любовь. Божественная любовь, самый высший. А развлечение духа такой вполне прикладной дар, который... Это достаточно высокий, да. Но надо его выпрашивать, вымаливать, искать. Да, для этого надо искать волю Божию, искать изыски тайны У нас как Писания. считается? У нас же считается, только старцы обладают таким духом даром. Неправда. Там отец Кирилл, отец... В такой ситуации, простите, значит, все остальные находятся в глубочайшей прелести, и нечего в храм причащаться ходить. Да, получается. Это такой ложный подход. Такой ситуации церкви не существует. Все. Получается, церковь состоит из старцев только. Да, это ложный подход совершенно. Это ложная духовность, построена на, как раз на том, что люди за конечной целью спутали, потеряли конечную цель. Кстати говоря, потеряли настоящее чаяние воскресения мертвых жизни будущего человека, напрямую потеряли. Я думаю, что если бы вот это чаяние реально, вот это последние вот эти реально было бы чаяние, как декларируется в символе веры, да? Нами. Но которое явно не, в сердце не проходит людей. Никакой паники перед антихристом просто бы не было. Ну, если ты имеешь предельную надежду на воскресение мертвых в жизни будущего века, если ты к ней стремишься как главной цели, Чего бегать? чего бегать-то? Ну, придет оно и... Печать же поставить, если не спасешь. Кто помимо воли его поставит? Вот, ну, А он хитр, он обманет. Нет, это речь о чем, что опять, что на него клинится? Вот интересно, что в наших... Я всегда говорю, Они что... простые, люди боятся, что их обхитрят. Вот, есть совершенно простые вещи, конкретные. Есть в наших догматических учебниках, да, любых учебниках догматического богословия написано признаки прихода Христа. Попки Евангелия, приход Антихриста, там еще там, да? Много признаков. Приход Антихриста один из признаков прихода Христа. А у нас как это, все наоборот вывернуто, да, в общественном сознании. Приход Антихриста главными событиями мировой истории, да? Да. Все ждут. А потом ты говоришь, а потом придет Христос. Да, а ты не проговаривай. А потому что боятся, что Христос, это значит судья придет, будет судить всех. Поэтому все боятся присутствия. Страшно сюда двойно. Да не боятся сейчас страшного суда. Какого страшного суда? Отец Борис, да вы не в курсах совсем совершенно. А страшно сейчас не думает. Сейчас это не популярно страшно судить. Думаю, зачем? Да зачем он думает? Ее дожить надо еще сначала. А тут антихрист будет, там печати будет стоять. Вот. Электронный контроль будет, понимаешь? Это самое важное. А какой там страшный суд? Кто сейчас страшного суда-то боится? Как спастись от антихриста? Да, так что Они как спастись. Да, как спастись от антихриста, дословно. Так и есть. Как сегодня гулял вот это по улице, то же самое заметил, что четко совершенно. Как спастись от антихриста, главная тема разговоров там в любом углу. Или тут на антиглобалистской секции там мне вручают такую пачку, там он лежит у меня. Статейчик по чайскому листка. Так там почти все там как покаяться. Да, читаешь, как покаяться. Там пролистал немножко. Чтобы не получить печать антихриста. Цель покаяния. Не получение Христа в сердце. Да. То есть цель покаяния. Не получить печать антихриста. То есть цель отрицательная, да? И остаться пустым, да? Да, то есть сейчас силу веры надо переделать. Чай пришествие антихриста. Ну, очевидно, как Подмены. полное Спасение другого. Да, нет, отец Паисий был абсолютно прав, когда говорил, что вы слишком много ждете антихриста. Это правда, вот. Паисий Афонский? Да. Ну, когда его расспрашивают, когда антихрист, вы что, очень ждете его? Он спрашивал. Ведь правильно спрашивал. Вот, так что вот это, конечно, выверт, который есть, его нужно исправлять. Исправлять благодаря хорошему символу. Символ веры действительно как... Я вот сейчас чем больше живу, тем больше убеждаюсь в правоте Вселенских соборов.
Надо Когда ты... символы веры написать. Да. Вот для взрослых, как бы некий такой закон Божий для взрослых, да, вот именно толкование символа веры. Да у меня же есть же, в моей книжке последней, там толкование символа веры есть же. Есть книга еще, последняя книжка у меня. Там есть, да? Да, там толкование символа веры есть, да. Там в конце. У тебя есть за это? Нет. Я еще не раздобыл. Нужно подарить. Вот, ну, берешь праздник какой-нибудь, ну, с речами. Вот, я просто только сам сейчас купил себе собственный экземпляр. Они должны были... Ну, я уже раздарил. 10 штук мне дали, не хочешь? И 8 тысяч рублей за гонорар. Вот, ну ладно, это не к этому. Вот как раз-то память вот это, об этом последнем воздаянии, которое сейчас немножко описано, да, о собственноручном стирании Бога слез, а потому что питье вот живой воды от Бога, ну, должна быть на первом месте. Да, как результат вот, воскресения мертвых в этой жизни будущего века. И тогда жизнь будет правильно выстроена. Да? Тогда вот не будет этих сбоев, тогда не будет этих паник, не будет этого ужаса, да, панического, который разлагает человека, а будет нормальная, трезвая жизнь христианская. Потому что источник трезвости на правильной надежде. Вот. А без правильной надежды ничего хорошего не получится. Вот что я хотел сегодня рассказать. Ты, естественно, как любящие родители, там, видите, слезки в этом. Да. Поэтому сказано, взывающий всегда папочка, отец. А вопрос... Помните, да, вот в рождественском апостоле, да? И потому послал Бог Духа Сына Своего, который кричит в наших сердцах, папочка, отец. Абба Отче, да? Абба, папочка. Вопрос Ну, можно? это Папочка. А Уменьшительная. сами слезы, откуда они там будут? Ну вот ты представляешь, вот ты сейчас вот тело вспоминает, как оно умерло. Вот человек берет тело, да? Какое у него последнее предсмертное воспоминание? То, что его сейчас там на сковородке зажарили, там, да? Вот, и как раз воспоминания, вот, и поэтому Бог тебе стирает слезы эти, да, с глаз. А если, например, слезы, ну вот, допустим, человек, который... Не, ну жизнь вообще полная скорби. Да, вот именно да. не от физической как бы боли, а вот именно от того, что, ну, до покаяния там были вот слезы, потом он покаялся. Вот эти слезы тоже имеются в виду? Или... Эти тоже имеется, да. Плачь любую написано. Причем интересно, сказано всякое слово, да, там всякое. Всякое, да. Причем интересно слово покаяние. Вы помните, мы часто говорим, блаженны плачущие, правда, слышим, да, и они утешатся. А плачущие, на самом деле, имеется в виду не только плачущие о грехах, как многие думают. Там получается, что это блаженство не относится, например, к апостолам, так, к примеру, да? Там, кроме Петра, например, да? Или там не относится к... Хочу домой. Сейчас пойдешь. Вот. Да, ну конечно, апостол Павел тоже записывал слезами 3 года, учил вас. Вот, плач идет о чем, что на самом деле плач, Григорий Низкий говорит, что интересно, название блаженства. Он говорит, под плачем подразумевается также плач людей, которые не могут выносить тенет этого мира, которым здесь тесно на земле, которые чувствуют, что под небом слишком мало места для него, понимаете? Вот их плач особо блажен, потому что он будет утешен, если человек выйдет за пределы мира. Очень интересно, глубокое толкование. Наверное, еще и те слезы, которые будут плакать люди от своих родственников, допустим, оставшихся в аду, да? Нет, а в них не будет плакать. Кстати, вот такой вопрос. Почему? Маленький. Так все очень просто, родственная связь с смертью кончается. Все. А вот еще память остается. Ну да, память-то будет все равно. Господь сказал, кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня, кто любит сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня. То есть вот все эти вещи... Можно не больше любить, Может не больше, да, но можно оскорбить все-таки. То есть вот здесь действительно такой момент очень интересный. Здесь дело в том, что, смотрите, дело в том, что отношения родственные, это отношения плотские все-таки. Рождение от духа. Вот. И вот эти плотские отношения, они прекращаются естественным образом. Даже сейчас, да, вот чем дольше человек живет, тем дальше он становится там от своих там родителей. И тем дальше, да? Вот, удаляется постепенно. Это естественный процесс. Если там не меняет техническую духовная связь есть. Ну, конечно, она есть. Но... Ты только что говорил об идее как об едином духовном организме. А у них чисто плоская связь. Не чисто плоская. Ну, родственная связь. Они связаны от Авраама. Они связаны не родством плотским от Авраама, а тем обещанием, которое Бог дал Аврааму, понимаешь? И эти слова, это обещание единства, оно стало для проклятия. Обетованием. Это обещание стало для проклятия, оно объединяет действительно так вот.
Нет, здесь идет речь о духовных вещах. Понимаешь, у нас, например, русский, есть плоской араб, да, происхождение. Мы происходим от Масоха, от Мешеха. Да. Но мы не ощущаемся единым целым. Вот как евреи. Ну нет такого единого целого. Скажи это каким-то этим патриотам. Я про патриотов не говорю, я говорю про нормальную реальную вещь. Русские себя единым целым не ощущают, татары себя единым целым не ощущают, так как евреи. Такого единства, которое есть у арабов, себя таким единым целым не ощущают, индусы тоже. Но нет такого народа, который ощущает таким единым целым, как евреи. Это очевидное исключение. Совершенно очевидное. Ну, это исключение на том свете плакать не будет, а своих других евреев вот папашек, если это исключение. Это исключение плакало здесь. Ну вот просто Павел плакал, да. Сейчас, да. Вот. Но, опять-таки, здесь дело в том, что, смотрите, дело в том, что видите, сказано, что вот есть интересный ключ, да, к познанию, вот к ответу на этот вопрос. Есть апостол Павел говорит, тогда мы познаем так, как мы познаны, да? То есть, как мы познаны, кем, разумеется? Конечно, Богом, да? Бог знает нас как? Бог нас знает, во-первых, совершенно, а во-вторых, простым способом. Знаете, да, что Бог узнает людей просто. Что значит просто? У него нет процесса познания, да? У него нет, он не собирает информацию, например, о Дине, да? Там, дай-ка соберу анкетные данные, там, да? Там агенты подошли, потом соберу там данные о психологии. Нет, такого нет. Он знает, как есть все сразу, да? У него есть цельное знание, которое является цельным актом. Причем, в отличие даже от человека, в чем отличие, которое никогда у нас не будет. Почему? Подобие. Потому что он знает еще до начала всего, да? Он знает сердце человечества. Он знает, еще он является источником всякого знания в человеке, да? Как можно сказать так, что даже любой грех есть извращение Божьего знания в человеке. Ну понятно, да, например, человек делает ядерную бомбу, он знал некую информацию, которую вложил Бог в творение, да? Он ее употребляет во зло, так? Вот. И Бог познает человека просто. И мы будем смотреть просто. Видим весь мир простым образом, да? Как он есть на самом деле, как Адам до грехопадения видел. Но, значит, таким образом мы не сможем уже вводить вот такую дефиницию. Вот этот человек хороший, потому что он мой родственник, да, а человек плохой, потому что он Богу не угодил. Ну, всякая связь-то, она... связь, она ослабевает, но целиком она не исчезает ведь. Ну, я просто повторю, смотрите. То есть любовь-то к тому, кого ты знал, она остается. Опять-таки познание, то есть человек будет любить так, как любит Бог, так? Угу. Истинно спасенный, вошедший в царство. Да, конечно, да. Избавившись от плоского, как восприятия на земле. Иллюзорно, да. А то, иначе получается... Достигшее восприятие Бога, которое... Значит, кстати, получается, на самом деле, во-первых, собака на сене, получается, феномен собаки на сене, да? Что там любой грешник может там диктовать условия праведнику, да? Я, мол, я вот грешный, там, я в ад пойду, а ты вот тоже наслаждаться не сможешь, потому что я вот в аду буду, и ты будешь обо мне все время плакать, да? Нет, очень, но все равно ведь любовь-то, вот, допустим, Макарий Великий, то есть, который любил грешников. Он когда любил? Время не забывай, есть время конца. Ну, Царство Небесное хочет так говорить. Царство Божие, Царство Небесное, Царство Славы, плача не будет вообще никакого. Сказано. Четко совершенно. Ну, молится хорошо, вздыхает. А потом не будет воздыхания уже. Потом не будет, начать. Почему? Сейчас. Я про то говорю время. Мы про его обсуждаем, понимаешь? Почему? Потому что момент последнего выбора – это день суда. И тогда тут человек будет смотреть на грешников, а мы увидим дальше, что дым от грешников будет подниматься перед Агнцем и ангелами его во веки веков. И они будут иметь покой ни днем, ни ночью. То есть ангелы, по крайней мере, будут видеть грешников. То есть смотреть как на богоборцев, соответственно, да? Да, он будет видеть людей, которые отвергли Бога. Да? Он будет, соответственно, объективно, который принял Бога, они будут... Да, то есть для них родство будет единственное родство по духу. Кстати говоря, именно вот поэтому Господь в Евангелии дает такое страшное слово «ненависть». Помните, да? Кто не возненавидит отца или матерь, даже самой души своей не может быть моим учеником. Видимо, ненавидящих вот. меня. Нет, слово ненависть, оно почему жесткое? Ну, конечно, мы прекрасно понимаем, что не идет здесь речь, как говорит Семен Новых Голосов, о бесстрастной ненависти, да? Бесстрастная ненависть. Ненависть, которая не сопряжена со страстью, там, злобой и так далее, да? Не гнев, не злоба, там, да? Вот, не отвращение, никаких вот этих страстей они не подразумеваются. О чем идет речь? О том, что человек не принимает такого человека, который хочет его сбить с пути Божьего. В том включая, кстати говоря, включая самого себя. Потому что и самой из души, ты помнишь, там, вот.
То Это есть, самое ненависть сложное, на это самом деле. не- То есть не это восприятие. как бы первая ступень лестничника отречения от мира. да, но дело в том, что все спасенные, они от этого эту ступень обязательно брать. Обязательно брать. Хотя бы это Но Нет, почему? Потому что без этого объективного понимания невозможно будет. можно ли И сказать- поэтому, например, родственники, они не будут вспоминать как родственники. Все закончится. Не, ну закончится, но память-то остается, ведь А можно не вот стирается такой? память. Память меняется. То есть не стирается, но меняется. То есть оценка Человек, меняется. перешедший Ну, эту ступень, Оценка меняется, можно вот вопрос, как бы, оценка, конечно, меняется, но память она остается. Можно ли так понять, что человек не будет просто переживать за него, но любить он его все равно будет? То есть, как бы он будет как Бог, ну, как бы воспринимать этого падшего человека, как бы, ну, Библия говорит о падшем человеке очень интересно. не переживая за него, да? То есть, Как-то он там употребляется в отношении к падшему человеку такие слова очень, на самом деле, жесткие. Если мы буквально возьмем Слово Божие, что там написано, как там к грешникам Бог относится? Проклятые. Проклятые. не, ну проклятые, это мы Проклятые, говорили, раз. что это Дальше. действие той же Второе. самой благодати. Нет, слушай, дальше. Направляющие. Нет, я просто сейчас перечисляю термин, да? Вот, все те, дальше мы увидим страшно, глава апокалипсиса пойдет, да, когда идет речь о последних карах Бога, да? Да и тут уже. Там пойдет о 7 чашах кого? Ярости Бога, живущего во веки веков. Вот что Бог яростно, да, гневается с яростью, да, на грешников. То есть есть особые такие состояния. О чем мы говорим? Мы говорим, мы часто там пытаемся Бога сделать антропоморфно несколько описать, что пытаемся сказать, что там на самом деле то и то. Есть ярость Бога, есть и гнев Бога. Он бесстрастный, не имеет страданий. Ну, Да? это неизменчиво, то есть. Нет, Да. он проявлялся очень сильно, Да. особенно меня поразило, я читал, сейчас перечитывал вот это исход, да, когда Господь как бы прогнался, он говорит, я изглажу весь этот народ, Да. когда его Моисей умолял Да. просто оставить, то есть, Да, здесь, кажется, и не... говорит, я не пойду между вами, чтобы не уничтожить вас. Да. Настолько как бы, то есть, То есть Бог очень, он очень живой, понимаете, у нас, вот мы, наша попытка... как бы он как обиделся, что ли, на Израиль, то есть вообще. То есть, на самом деле, вот интересно, на самом деле, вот это ощущение, да, вот то, что Бог живой, он обижается, да, оскорбляют его, да, то, что он ярость падает. Вот эти вот описания, хотя я, конечно же, их не должен понимать там, ну, что там в человеческом смысле, но они за собой несут некую реальность. Ну, Бог Господь для них все сделал, как бы, то есть, они Нет. буквально там. Но дело в том, что, например, часто, например, вот Осипов, например, говорит, да, Алексей Ильич, у него есть любимая фраза, что Бог никого не гневается, там, Бог никого не наказывает, Бог никого не карает, человек карает сам себя. Ну вот для меня, например, всегда был вопрос, а Содом и Гоморру куда вы ее поставишь? Ну как они, сами себя что ли огонь, что ли, сами там сводили с неба, там, Нет, ну, скачивали это- серу, там, и поджигали спичками, что Нет, ли? точно, ну это прощение, но это же духовное, то есть они сами как бы, они же сказано и вопиет, как сказать, к Богу. Ну а потом Бог пришел, буквально, в смысле, пришел, посмотрел, и сказано, не спасал Господь, а Господа с неба огонь с серой. Очень интересно, говоря, одно из мест Библии, где говорится, что... Нет, не, они не звели. Ягве от ягве с неба принялись. Кстати, одно из мест, где говорится о том, что есть два ягве. Это 19 глава книги Бытия. Два Иеговы есть. А Иегова от Иеговы с неба, да, или два ягве от ягве с неба. Не звел огонь. 19 глава. Да. Ну, с Авраамом тут два ангела пошли как раз. Да. Содому-то. Да. Как раз два. Нет, там четко совершенно абсолютно ясно, черным по белому, что свел именно Яхве. В Послании Иуды сказано, что Божий огонь, Бог не звел огонь. В церковно-славянском тексте. Не, ну то. В церковно-славянской В Библии. греческом, в еврейском тексте так стоит. В греческом. Это общее, да? На самом деле везде деятелем является Бог. Он является источником акта наказания. Он. А мы пытаемся что-то сказать, не он. Это неправда. Бог не механизм, он не действительно живой Бог. А просто потому, что как это? Вот как, например, понимать гнев Божий? Вот. Он говорит, что гнев Божий не надо понимать там, как страсть. А как его понимать? Как его понимать? А Даут говорит, вот интересно, есть место, которое Осипов любит ссылаться на то, что, мол, не понимаю его человека подобным, да? Осипов это цитату заканчивает. А вот Даут продолжает, там, где обрывает Осипов. А это значит, что Бог отторгает грешника, ненавидит его, когда он творит грех, и никогда не примирится с грехом. То есть здесь речь не о том, что Бог просто устраняется, говорит, иди гуляй сам, да? А он берет и активно вмешивается, он действует, он них отторгает, он борется с грехом, понимаете? А у нас вот это вот такое антропоморф, как бы, я сказал, не антропоморфное, а наоборот, не знаю,
безжизненное представление о Боге, оно в результате... Клиническое такое. Клиническое. Да, не просто коммуническое, она просто на самом деле превращается в Бога механизма, конечно, где Санта-Клауса превращает, который подарки раздали. Мировой раз. Ну, там Да. только... Да. Он там пошел вон и все. Не, ну, Причем там, на самом деле, помните, там еще там с такой ехидностью несколько, да, если так угодно будет сказать, да? Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Как бы он руки еще не простер бы, не взял бы дерево жизни, не стал бы жить вечно. Ну нельзя сказать, что это мертвый говорит, или что это механизм говорит, просто, что Адам сам взял себя, выгнал из рая. Ну не хотел Адам себя выгнать из рая. Уж честно вам говорю, совершенно не хотел себя выгнать из рая. Будь воля Адама, там вот точно остался бы, наелся плодов дерева жизни, гарантированно совершенно. Вот, и жил бы в вечности, превратился бы в дьявола. можно ли сказать тогда, что родственники, которые вот, спасенные люди и не спасенные, они будут своих родственников, получается, тоже отторгать, получается, так? Они не будут их родственниками считать. Ну, память-то останется, они же не могут сказать... Ну, Диаскор уже, вот, возьмите же реально... По крови все родственники человеческие. Давайте возьмем сейчас просто... Я знал. Попытайтесь тех, кого знал лично. Вот, ближний, тогда надо говорить о ближнем. Можно так спросить, что... Можете сейчас Да, ближний. пример, можешь привести, а потом будет на нем ясно. Могу привести пример из житий святых. Возьмите пример святой Варвары, да? Совершенно очевидный пример, яркий. Отец. Она знает, что Диаскор ее отец. Да знает, конечно же, так? Вот. Но потом она говорит, я ненавижу тебя вместе с твоими идолами. Потому что вот, просто как он и пытается там пыткой принудить, да, к отречению, да, и она говорит, я иду к своему жениху, к своему небесному отцу. У меня он истинный отец. И ее убивает, отец собственноручно зарубает отец, да, ее потом сжигает молнией, да, вот же чистая Варвара пишется. Вот. Ну как, вот отторжение пример такого, да? Все, он перестал быть отцом. Диаскор не отец, и все уже. Да, но это... Ну, он же очевидно ее замучил. А другое дело, когда рядом со мной соседка, которая все время хорошее делала, она мусульманка То оказалась. есть вот именно есть явно, когда он боролся активно, а есть человек, он пассивно боролся. То есть с Христом, как вот неверующий, да, есть там заблудший, который... Нет, там открыться, все откроется. Человек, там сказано, в день суда откроется все тайны скрыты во мраке. Ты увидишь, как бы, как человек, насколько богоборством может быть. Не, ну, да. То есть, получается, как родственники, вот, человек будет объективно смотреть. Понимаете, там не будет блата. Понимаете, грубо говоря, вы сейчас предлагаете что? Вы предлагаете сделать на страшном суде, чтобы правители относились по блату, относились к ближним. Не, я просто хочу увести себя. Я вот не понимаю этого момента. Как вот может человек не переживать за тех, как бы, кого он в жизни... Он сделал выбор, потому что любовь его преодолена более сильной любовью, раз. И он стал объективно относиться к человеку. Ну, элементарно бывает человек, да? Ну, даже вот на земле бывает. Когда человек другого человека любит, да? Вот, а потом тот его, там, к примеру, там возьмет, там, не знаю, под статью подведет. Сдаст в тюрьму, например. Знаете, отношения меняются немного. Меняется, но тем не менее, как бы вот ненавидеть он его будет после этого. А зачем ненавидеть? То есть вот... Ненависть, опять, если говорить о бесстрастной отталкивать он будет его? Отталкивать бесстрастной ненавистью такой? Я опять, если не знаю на самом деле, я опять будет он или не будет, но здесь речь о чем, что он будет отталкивать как богоборство, вот и все, вот, и все. Он не будет о себе вообще говорить. И вообще отношения плотские, они заканчиваются. Нет, ну не плотские, вот ближний, да. То есть больше не родственник, а вот именно тот, с кем ты общался, там, ближний, который не стал христианином, который не вошел в Царство Небесное. Он может быть родственником, может быть просто другом, да. Может быть там... Они безразличны тебе, то есть, как бы человек, он здесь был привязан, получается, а когда он спасается, вот эта привязанность, она исчезает. Ну как, память-то остается. Вот я не совсем вот это Евгений, для меня уясняется. Элементарно, насчет памяти. Во-первых, насчет памяти. Память штука меняющаяся. Вы многих друзей помните, которые вы дружили в детском саду? Ну, я помню многих. Из тех, с кем дружил, я до сих пор с ними, хотя не дружу, как вот как с братьями по вере. Там, я сейчас не припомню, честно. Но я как бы во всяком случае... А из Естлей можете помнить? Из Естлей нет. Со временем, понимаете, есть у кого со временем есть этапы. Да? Вот, например, в детском саду и школе вбивали в дедушку Ленина, например. Есть друзья вечные, а есть друзья временные, да? Да.
Ну, элементарно, если человек там только дружили Мы же сейчас по-другому по мотивам его списывания друг у друга, Вот, да? я, конечно, Ленина лично не знал. А что, о чем дальше разговаривать, да? Не, ну дедушку Ленина любили как своего дедушку. Его лично я не знал. Нет, смотри, вот есть вот эта вот идея, что есть друзья вечные, то есть есть друзья, которые остаются вечно. Да, есть друзья вечные. Которые христиане, которые по духу как бы одинаковые, да? И то есть их мы не забудем, правильно? Ну, естественно, да. То, что, и, соответственно, допустим, супруги, если вот ты говоришь про плотское родство, да, то есть супруга Петра и Феврония, да, то есть у них вечная связь осталась. В силу, опять потому что они супруги были, а те, что они друзьями Я стали. вот это запомнил момент. У христиан. В саду смотрел, Конечно. И портрет. Вот понимаешь, дело и супружеские отношения все закончатся. Об этом Господь сказал, да. Вот если они у них же возникнет дружба личная, настоящая именно дружба, понимаешь, они. Почему там Петр отказался от княжества? Понимаешь, он отказался от княжества не потому, что там жену там хотел. Любил жену, можно так Да. сказать. Любил жену, опять-таки, ну не просто как там. Больше княжества. Да, любил жену больше княжества, да, действительно. Но там на самом деле что еще? Все-таки там были именно более именно личностные отношения. Ну там даже помнишь история с этими, с вышиванием этого покрова, который вышивала Феврония, да? Попросили. Да. Вот, здесь, то есть там были отношения действительно связаны с духовной дружбой. Ну, в общем, в итоге Вот если получается, ее что нет, должно перерождение идти в христианскую дружбу такую Да, высшую, то есть. да, христианская дружба, христианская любовь, там, да, но никак не на плоском уровне. Все плоские вещи заканчиваются, они умирают, они на земле умирают. Может быть, здесь, может быть так, что он мне делал добро, делал мне приятно, я его любил, вот это вот, не я, не Богу. Бывает Да, такое, да. бывает и такое, да, Не с этим связано, да? Что... Бывает с этим связано, бывает связано то, что родной человек, да, родная кровь, как говорят, но родная кровь, простите, сгнила. Вот сгнила она, родная кровь, так? А потом, когда воскреснет, то уже родство, это закончилось, все. Ну, забыться целиком оно же не может. Отец, а можно вот так сказать? Почему это родство? Ну, я имею в виду, вот, ну, не Если то, что нет я там связи буду ходить, духовной. там, вот, ну, если так утрированно, да, общаться там, за чашкой чая сидеть, ну, как бы утрированно. Но, во всяком случае, где-то в глубине вот, ну, своего ощущения, я неужели совсем не вспомню там того грешника, который вот... Если тебя не связывает, если я если, спасусь, если с этим человеком не связывает ничего в Боге, то ты его не вспомнишь. Вообще никак. То есть вот Ну, Бог, конечно. например, там мой отец... Ну, сказано, и я все даже- печали, и человек больше, да, в Библии одно есть место, да, никакие печали, и все беды, и все ваше прошлое, оно больше не будет вами воспоминать, больше не вспоминать об этом не будете. Потому что у нас будет совершенно новое дело. Понимаете, ну как вам сказать, ну, Царство Небесное, вот сейчас люди говорят, что Царство Небесное, вот человек сидит так вот и думает, вот как интересно. В Нирване. В Нирване, да? И делать нечего, сидит, значит, в раю так вот. Рядом птички летают. Это птички летят, а он сидит и смотрит. Ну, во-первых, это не так. Во-первых, Царство Небесное, это, об этом все будем пока изучать, там сказано, что это царство. У царя вообще работа очень большая. Да, ответственность большая. Не только ответственность, но и работа большая. Понимаете, царь не только сидит на диване, там телевизор смотрит. Царь там на встречах участвует, да, правит, законы издает, вмешивается и так далее. Люди будут царствовать. То есть они будут действовать, да? Они будут священствовать. Вот, да? Они будут общаться с Богом, общаться с ангелом, общаться с друзьями. Правят кем? Править мирами, но вот В том числе и грешник. Нет, грешниками никто не правит. А чем править? Не будут ими править? А зачем править? Нет, они будут связаны лежать в этом возе своем. Бесами. которые- Никто им не будет править, они будут там Как же вот Бог там, небесный будет помните, ну как-то читали? судить будут. Они их посудили, а этих выкинули. Все. То есть потом этого не будет. Ну, В момент- суд длится, не бесконечно же. Разобрали дело, принесли приговор привели в исполнение. Вот, Всё. может быть, Господь как раз доверит ближних судить, да? То есть, потому что, как бы, нет? Господь, я думаю, не подозревает, что и отцы и церковь говорят то, что суд подразумевает что? Суд подразумевает здесь судить будут в качестве свидетеля обвинения. Вот в чем смысл. Судьей исключительным единственным является Господь Иисус Да, Христос. да. Ну, то есть вот ты где встретишь своих сродников, да, то есть ближних своих, Да. то есть на суде в качестве обвинителя или как? Да. Свидетель обвинения. Свидетель обвинения, да? Не, ну и что, и потом забудешь. защиты. Но если Но после суда, вот если представить, Бог-то вот всё справедливый, помнит. Господь выносит Нет. справедливый абсолютно приговор. То есть, Справедливый, да. Как бы в ад, все, как бы в гиену Куда огненную. грешники? Нет, Ну, здесь едут как бы я Бога. не пытаюсь сказать, что я там хочу взять, там, вытащить там по блату грешника.
я про другое. То, что Да, если есть как бы у человека Я такое состояние, место. что он в Боге находится, да, у Бога память, она Как вечная, да? он сам То есть, во всяком случае, от момента своего правильно же? появления на свет, Праведник, он где Бог. то Но если ты согласишься с судом Божиим, то есть со справедливым, согласиться я соглашаюсь, но я тогда тому ты не говорю, что- можешь питать как бы особой какой-то вот такой привязанности к этому человеку. Не, ну то а есть. что, Нет, даже если при- что-то в чем-то привязанность- возникает, Бог же отрел свою жизнь, в этом плане Не, отрел. привязанность, И всё. привязанность, допустим, нет. Но вот Проблема. я к тому, что во всяком случае память о том, что это не просто вот Ну, память это разное. что он не был связан со мной никогда, а вот именно что он Ну, был, было, когда-то ну, со мной связан. ну, было, вот было. эта память останется. Ну, было, будешь помнить, Но как она Господь боль не будет осудил его, причинять, как бы ну, вот просто на память ревность. Боль она не будет причинять. Было, Боли не будет причинять. Всё. Соглашаешься со справедливостью, естественно, если ты Ну, спасаешься. Вот, но тем не Всё, менее. дальше что? А что? А что дальше? Ну был, Тем не был. менее, Ну был уже, остался в прошлой жизни. Не, меня всё. просто вот несколько смущает такое представление, состояние, как бы, ну, как бы... как- Не, ну суд Божий уже не переменишь. Что тут уже скорбить об этом? Не скорбить, я говорю о том, что... что же хочешь? Вот меня смущает состояние беспамятства, вот что меня... Беспамятства, нет. как сказал, что склероза не будет, не беспокойтесь. То есть вот это меня несколько, как бы... Не могу это Просто представить. бывает такое, допустим, вот у нас Ну, память бывает в двух видах. Ну, элементарно. Вот я помню человека, в каком смысле? Ну, был человек, ну, был, слава богу, да? Ну, как безразличный, да? Бывает память человека такой, какой был человек, вот замечательно, жалко, что с ним расстался, да? А бывает память такая, был человек, Сейчас бы мне его встретить. сейчас бы встретил, да? Понимаете, Какая же три вида памяти бывает. будет безразлично, да? Ну, было, и все, да. Такая будет. Да, конечно. Интересно. А видеть их будут вот праведники, грешников? Ей нашла. Как говорит Аристотель, грешник будет находиться в дальнейших, удаленнейших странах Земли, подобно тому, как эти темницы ставятся вдалеке от обычного места жительства человека. Прямо То есть меня. праведники... Вымыла руки. Ну, и смотрите, трудовых колоний в Москве нету. Нету, да. Молодец. Праведники тех видеть не Держи, будут. отнеси. Про ангелов сказано, что будет, про грешников, про праведников ничего не сказано. Ефрем Сильный считал, что не будет. Ну понятно, не что будет. как бы нет такого общего Стенки какого-то. не коснешься. Вот, Григорий Низкий, наоборот, считал, что и будут видеть. Вот, они будут слышать и крики, а эти крики, они будут крики, ну, у Григория Низкого на самом деле очень жестко написано, что... Давайте так не будем. Нет, Григорий Низкий говорит, что крики, да. И они будут радовать. Заслуженному учителю. А вы знаете, я скажу так, что на самом деле здесь подумать надо, что вот смотри, что за крик, понимаете? Увидеть наказание твоего обидчика, на самом деле, для несправедливо обиженного это тоже награда. И, кстати, в Ветхом Завете об этом совершенно четко сказано, что это будет наградой такой. Если без страсти только. Поэтому Давид говорит, помните, да, что Бог судья в Давид, там, да, я мечтаю, суди меня, Боже, по правде, пусть наконец-то кончится злоба грешников, да, суди. Вот, и пусть все дерева идут, пляшут от радости, да, горы пляшут от радости, деревья хлопают в ладоши, потому что Бог идет судить вселенную в правде, да? Ну, помните, в псалмах это очень часто повторяется такой момент, да? Что суд Божий это время эры радости, да? Почему? Потому что кончается вот эта несправедливость, да. И Бог называется судьей Давид, да? Ну, значит, если он называется судьей Давид, все, он будет судить Давид. Если ты веришь в Писание. Между вдовицами и Да, он возьмет и рассудит между оскорбителем и обидчиком и вдовицей. Скажет, вот, и возьмет и проведет нормальное судебное расследование, обвинит обидчика, да, восстановит справедливость вдовицы. А что, это плохо? Да это хорошо. Так ведь? Ну, злорадство главное, чтобы не Да, было. вот, а то вот каждый Давид скажет, ну, Ага, да. Да, Тебя погодите, судили, погодите. вот оно как здорово. ну тоже Господь же, когда на кресте умирал, уже молился, распинающий, и не говорил, ну вот ждет вас, да. Не, он сказал. И когда шел на крест. Идут дни, когда скажут, блаженные, неплодные, не рождающие, кажется, когда шел на крест. Это да, это не рождающие, да. И вместе с зеленеющим деревом такое дело, то сухим что будет. Хотя здесь злорадства не было, он просто была прямая констатация факта, и все. И даже, мне кажется, здесь было несколько призыв такой, чтобы отвратились оттуда. Да. Но это не злорадство, то есть здесь не будет. Злорадства как страсти не будет, а радость от восстановления справедливости будет. Не, надо понимать, на самом деле, очень, что все. Просто на самом деле есть, на самом деле, чего и особенность, тонкость. Есть благое чувство, желание праведности, правды, да, чтобы на земле восстановил правду, да, чтобы не было ни обид, несправедливых обирательств, да, там, это чувство благое.
Другое дело, что на нем паразитирует зависть. И она его извращает в злорадство и так далее. Понимаете? Вот Господь исцелит это. То есть будет радость от правды, восстановление правды, да? От наказания обидчиков. Но не то, что они, мой обидчик был наказан, да? А то, что обида была наказана. Понятно? Потом очень, а можно сказать, например, так, что в Царстве Небесном все-таки очень сильная резкая перемена. То есть мы думаем, что вот как бы мы останемся такими же, а ведь мы очень сильно переменимся, я имею в виду сердечное наше состояние. То есть сейчас мы находимся, то есть в нашем сердце какие-то страсти кипят там все-таки. Да, они живут. То есть они нам мешают на самом деле правильно воспринимать этот мир. То есть мы его в искаженном виде воспринимаем. Да. В некой прелести живем на самом деле. Апостол Павел об этом говорит, что как смутное стекло. Да, да. Часто очень. Какие-то события неправильно трактуем, как бы неправильно понимаем. А там все будет совершенно объективно, совершенно как бы сердце будет чистое, страстей. Глазами Бога будем смотреть. Да, глазами Бога, и там совершенно по-другому будем воспринимать вот это вот как бы состояние, то есть там родственники, грешники, там, Совсем будем здоровы. Наверное, больше того, нужно и в этой жизни к этому стремиться. Ну да, конечно, да. поэтому исследовать, как бы, чтобы по возможности приблизиться Да, да. к тому состоянию, как бы. Да, да, и поэтому исследовать Писание-то и надо. Потому что оно дает возможность исследовать. Так, ну все тогда. Дина, молиться иди. Достойно есть такого истину, Богородицу.